Шарыч, а вот кто там так скромно? Ну да, это вчера был вынесен в 2006 году, написано еще. Это видно, что это? А? Видно, что это? Ну, у вас там. Да, там, да. Ну, все, кого мы ждали, пока пришли, может быть, еще надеюсь, подойдут. Но так или иначе, давайте начнем. Тем более начинаем с некоторой доли импровизации, поскольку приход пока некоторых наших коллег возможно, может быть и нет, несет некие коррективы в наш распорядок, так или иначе. Ну, разрешите представиться. Меня зовут Валерий Емельянов. Отчество, думаю, не обязательно никак. Представляю. В общем-то, не очень старые, как все люди, так, между первой и второй молодостью в основном. Так что вот. Я исполнительный директор Ассоциации международного сотрудничества «Время и мир», кандидат юридических наук. Значит, задача нашей ассоциации, которая существует уже лет 20, являлось и является международное сотрудничество в прямом смысле этого слова, то есть не межгосударственные бюрократические механизмы, а именно встреча стран, народов, использование на полную катушку того, что дала нам перестройка все постсоветские годы, а именно открытость нашего общества и падение железного занавеса. Значит, ну, конечно, так получилось. У нас было множество программ. К сожалению, последние годы резко свели на нет многие возможности гражданского общества и некоммерческих организаций. Так что сейчас мы существуем как своего рода такой информационно-аналитический центр, реально работающий по двум направлениям. Это исламский фактор и курдская проблематика. Ну и еще исходим из такого принципа, что мыслить, конечно, нам надо глобально, категориями времени и мир, но действовать как можно более конкретно. И тем более, что этой конкретности не хватает так называемой народной дипломатии. Мы сейчас везде слышим народная дипломатия, диалог цивилизации, но вот от такого постоянного употребления часто смысл стирается, уходит куда-то в реальное содержание. Мы пытаемся это вернуть. И по-нашему народная дипломатия — это не только танцы в сарафанах и там выставки народного творчества, нет. Это в том числе и совершенно рабочий диалог гражданского общества по конкретным животрепещущим проблемам. И одной из таких проблем я считаю проблему курдскую, а внутри курдской проблему языческую. Ну, вкратце некое видение, в том числе, которое объяснит то, почему мы здесь собрались, курдской проблемы. На мой взгляд, я думаю, многие со мной согласятся, на данном этапе курдская проблема в ближневосточной, а значит и в мировой ситуации в значительной степени важнее и актуальнее и острее, чем уже всем нам хорошо известно арабо-израильский конфликт, арабо-палестинский. Почему? Если в арабо-израильском конфликте, ну, как-то видны его основные параметры, уже как-то понятно его дальнейшее развитие, то курдская проблема, во-первых, геополитически и исторически случилось так, что она оказалась внутри очень острого противостояния между суннитами и шиитами, арабскими и иранскими интересами, причем противостояние, которое балансирует, ну, на грани очень и очень острого конфликта, если не сказать больше. И внутри этой курдской проблемы образовалась еще проблема езидская как таковая. Ну, для неезидской части аудитории я просто очень грубо, так сказать, скажу о езидах. Езиды — это этноконфессиональная, как принято говорить академическим стилем, группа курдов, исповедующая религию, которая, на мой взгляд, восходит к такому, является собой ныне некий симбиоз. Это очень грубый и дилетантский, сами езиды о себе лучше рассказывать, просто, так сказать, в качестве вводного момента. Вот. Древнеиранских верований и каких-то элементов ислама, прежде всего в его суфийской форме мистической. У езидов тоже существует проблема, так сказать, взаимосвязи с курдами. Некоторые из них считают себя частью курдов, некоторые противопоставляют, причем не как религиозное, но и как национальное общество тоже.
Но самое это главное получилось то, что в 2014 году курды-езиды стали жертвами геноцида со стороны такого пресловутого халифата исламского государства Даиш. Это произошло в провинции Синджар или Шингал на западе Ирака. И жертвами геноцида стали примерно около 6 тысяч человек. Практически мужчины, начиная от подростков, кончая стариками, то есть те, которые потенциально могли бы брать в руки оружие, были убиты. Женщины угнаны в сексуальное рабство. Причем под это террористы пытались даже подвести некое религиозное обоснование. Они объявили езидов, поклоняющихся чуть ли не Иблису, что вообще они вне закона, и с ним, соответственно, может быть только один разговор. И помимо того, что это создало еще одну, в общем-то, острую политическую проблему, все-таки геноцид на уровне этноса или субэтноса, возник еще и второй момент – взаимная фобия. То есть среди мусульман, суннитов, ну, условно говоря, на том уровне, что мы называем уровнем обыденного самосознания, существует, формируется, или, по крайней мере, сознательно некто формирует отношение к езидам как вот таким вот иблис-поклонникам. Вот, и это прослеживается через многие публикации и так далее. С другой стороны, и в иезидской среде, вот, наблюдая ситуацию, видишь, что существует достаточно серьезное предрассудительное отношение к мусульманам. То есть, условно говоря, то, что сейчас принято называть исламофобией. Поэтому целью нашего здесь мероприятия, я бы не назвал его жестко так круглым столом, скорее это встреча с элементами круглого стола, какой-то дискуссии. Вот. Поэтому давайте сразу возьмем просто такое более-менее свободное общение, так сказать, регламент будет не ограничен в пределах разумного. Вот. Для того, чтобы встретиться представителям двух этих традиций, также экспертам, вот, с тем, чтобы понять, что никто из нас не вылетает в дымоход на метле, рогов, хвостов у нас нет, значит, мы оба люди, мы сожительства, значит, нам надо искать какой-то вот модус вивенди, модель для сосуществования в этом мире. Вот такой посыл. Ну, как говорят, что Аллах не знает лучше, поэтому давайте начнем. Я вот планировал, не знаю, я планировал, чтобы представитель исламской части дал какую-то презентацию своей религии. И об этом предварительно договорился с муфтием азиатской части Нафигулой Хазратом Ашировым. Вот его нет. Поэтому, может быть, кто-то из мусульманских участников нашего круглого стола возьмет на себя такую несколько импровизированную миссию и представит основные положения своей религии, в том числе, так сказать, в дискурсе отношения к религиям других. Ну вот я вижу нас раз, два, три представителей ислама. Ну, кто-то... Я бы смог говорить о том, что как ислам относится к других религий, то есть какие учения есть в исламе, и какие у нас есть решения, и как ислам относится к другим религиям на основании учения ислама. Разрешите, то я начну тогда. Если не сложно, представьте себе, пожалуйста. Да, меня зовут Разви Саед Атаул-Вахид. Я из Пакистана. И я сам мусульманин. И представляю ислам как свою любимую религию. И хочу преодолеть все эти недопонимания, которые существуют об исламе сейчас. Особенно вот отрицательные взгляды об исламе, которые есть. Сейчас. Зовут меня Атаул-Вахид из Пакистана, как я сказал, и представляю ислам и учение ислама относительно других религий. Как ислам относится к другим религиям на основании учения ислама. Уважаемые участники круглого стола или собрания, как сказал сейчас Валерий. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение.
Прежде всего я хочу поблагодарить организаторов этого круглого стола, которые предоставили мне возможность вступить с докладом на эту важную тему. Вместе с этим я хочу также поблагодарить всех присутствующих здесь участников, которые, несмотря на существующие отрицательные мнения в исламских учениях, пришли сюда, чтобы услышать об отношении ислама к другим религиям. Это явно свидетельствует о том, что вы, присутствующие здесь люди, не хотите, чтобы ваше мнение основывалось на субъективных взглядах и имело объективный подход к этой теме. И именно это является правильным и основным способом для проведения любого исследования. Сегодня я хочу рассказать вам о том, в чем состоит учение ислама относительно его отношения к другим религиям. Самое первое, что мы должны знать, это то, что слово «ислам», арабское слово, которое буквально означает «мир». Я намеренно и осознанно сначала рассказал вам о значении слова «ислам», потому что любой человек, который хочет изучить и понять ислам, должен знать, что любое действие, которое разрушает мир в семье, в обществе и в мире в целом, не имеет к исламу никакого отношения, по определению даже. Для изучения религии ислам есть три основных источника. Первый – это Священный Коран, являющийся самым главным источником для изучения ислама. Второе – это Сунна, действия и практические примеры основателя ислама, святого пророка Мухаммада, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, а следование которого он увещевал их всех мусульман на все времена. Третий источник – это хадисы, высказывания пророка Мухаммада, основателя ислама, которые слышали и передали его сподвижники и близкие его друзья. После этого, основываясь на Священном Коране, Сунне и хадисе, определение которых я только что вам сказал, я хочу рассказать вам об учениях ислама, которые доказывают, что ислам является религией мира, и он учит и призывает жить в мире со всеми людьми. И я также расскажу вам о том, чего ожидает ислам от мусульман, то есть последователей ислама, и как они должны относиться к представителям других религий. В исламе категорически запрещается проявлять строгость, особенно в отношении к религии. В этой связи Всевышний Аллах изрекает в Священном Коране: «Ла икраха фид-дин». В религии нет принуждения. Это 2 сура и 257 аят Священного Корана. Еще в одном месте Всевышний Аллах изрекает: «Валу ша'a раббука ла амана ман фил арди куллухум джами'а, афа анта тукрихун наса, хатта якуну му'минин». И если бы было угодно владыке твоему, то непременно уверовали бы те, кто на земле, все до единого. Разве будешь ты принуждать людей, чтобы стали они верующими? Еще в другом месте Всевышний Аллах сказал в Священном Коране: «Вама анта алейхим биджаббар, фадаккир бил Коран». И не принуждающий ты их и увещивай Кораном. Из выше приведенных аятов Священного Корана становится совершенно ясно, что ислам запрещает принуждать кого-либо в отношении религии. О том, как мусульманин должен призывать людей к исламу, Коран дает нам следующее наставление. Каким образом мусульманин должен призывать других людей к исламу, если он этого хочет, и если есть подходящие ситуации и атмосфера. Всевышний Аллах говорит в Священном Коране, наставляя следователей ислама: «Уду иля сабили раббика бил хикмати вал мауизатил хасана, ваджадилхум биллати хия ахсан. Инна раббака хуа а'ламу биман далла ан сабилих, ва хуа а'ламу бил мухтадин». Призывай к пути владыки твоего с мудростью и добрым увещеванием, и доказывай им тем, что наилучше. Воистину, владыка твой
Он лучше знает того, кто сбился с пути его, и он лучше знает наставленных. Теперь я хочу представить вашему вниманию примеры того, как основатель ислама, пророк Мухаммад, основатель ислама, призвал людей к миру и как он относился к представителям других религий. Ислам советует человечеству отказаться от всех форм ненависти, вражды и злобы. И вместо этого он советует объединиться под знаменем любви и взаимного уважения ко всем. Он вступает за установление мира и справедливости на всех уровнях общества и между всеми людьми. Так в 9 аяте 5 суры Священного Корана Всевышний Аллах разрекает: «О вы те, которые уверовали, будьте стойкими перед Аллахом, свидетелями по справедливости, и пусть не склоняет вас ненависть людей к тому, чтобы поступали вы несправедливо. Будьте справедливы, это ближе к богобоязненности. И боитесь Аллаха, воистину Аллах сведущий о том, что вы делаете». В этом аяте Аллах повелел мусульманам, следователям ислама, относиться ко всем людям. И здесь не отличается, кто относится к какой религии. Всевышний Аллах сказал, что мусульманам относиться ко всем людям, в том числе даже ко своим врагам и противникам, честно и справедливо. Таким образом, ислам не допускает жестокости или неправомерных действий при любых обстоятельствах. Без сомнения, святой пророк и основатель ислама установил очень высокие стандарты религиозной свободы и толерантности в мире. Примеры этого я сейчас представлю вам. Ярким примером этого было то, как святой пророк уважал и относился к иудейской общине и другим немусульманам после его переселения в Медине. После того, как многих лет гонения на мусульман были в Мекке, в его родном городе Мекке. Большинство местных жителей Медины приняли ислам, и поэтому они приветствовали своего пророка и приняли его. Не только в качестве религиозного лидера, но и выбрали его главой государства. Несмотря на это, в Медине осталась значительная иудейская община, а также другие мусульмане. Таким образом, после избрания его в качестве главы государства, основатель ислама установил завет мира иудеями и другими группами немусульман, основанный на принципах всеобщей религиозной свободы и терпимости. Согласно этому завету, религиозной свободы иудеев и других немусульманских общин были защищены и гарантированы святым пророком ислама. История доказывает, что святой пророк никогда не нарушал условия этого договора, и что при его правлении всегда соблюдались религиозные права свободы немусульман. Ислам не только призывает к миру, ислам и защищает другие религии. Даже есть в учении ислама явные такие учения, которые призывают мусульман, чтобы они защищали других религий тоже. Действительно, когда Всевышний Аллах впервые дал разрешение святому пророку вести оборонительную войну против мекканцев, оно было дано для того, чтобы защитить сам институт религии в целом. И не просто, чтобы защитить ислам только. Именно поэтому в 22 суре, 40 и 41 аятах Священного Корана Аллах провозгласил, что если бы агрессоры не были остановлены, то они не ограничились бы нападениями на невинных мусульман. Их конечной целью являлось уничтожить все формы религии. Аллах очень ясно сказал, что если бы мекканцам не был дан отпор силе, то тогда ни одна церковь, синагога, храм, мечеть или место поклонения любой религии не осталось бы в безопасности.
Эти аяты абсолютно ясно поясняют, что когда мусульманам было дано разрешение вести оборонительную войну, оно было предоставлено для того, чтобы защитить все религии и все верования, а не ради завоевания земель или распространения жестокости. Поэтому обязанностью истинного мусульманина является вечно защитить и ценить все религии, будь то христианство, иудаизм или любую другую религию. И если мусульманин хочет призывать к исламу, то об этом тоже я уже привел из Корана аяты, как он должен призывать к исламу. То есть с добрым словом и с добрым вещанием, с мудростью. Однажды, когда святой пророк Мухаммад, основатель ислама, сидел мимо проходила похоронная процессия. Это пример из жизни основателя ислама, как он относился сам к представителям других религий, как он установил общечеловеческие ценности в обществе, как он это учил своим последователям. Говорится, что однажды, когда святой пророк сидел, мимо проходила похоронная процессия. И святой пророк Мухаммад во знак уважения к покойному встал. Увидев это, один из подвижников, его близкий друг, сказал, это похороны не мусульманина, а иудея. Услышав это, святой пророк сказал, разве он не был человеком? Это пример основателя ислама явно показывает, что он установил общечеловеческие ценности в обществе и уважение ко всем людям, что является фундаментом для любого цивилизованного общества. Однажды к нему в Медину прибыла делегация христиан из города Наджран. И через некоторое время, после того, как началась их беседа, христиане проявили беспокойство. И когда святой пророк спросил их о причине этого, они сказали, что наступило время для молитвы, но у них нет подходящего места для совершения их молитвы и ритуала. На это святой пророк, основатель ислама, предложил им совершать молитву согласно их традиции во своей мечети. Сейчас большой вопрос, что могут ли не мусульмане входить в мечеть или нет. Но здесь пример святого пророка, основателя ислама, показывает, что если истинно верующий хочет молиться, то он может молиться в любом месте, которое называется место поклонения единого Аллаха. Ислам также учит, что крайне важно заботиться о чувствах и настроениях людей других религий. И в этой связи священный Коран приказывает мусульманам: «Вала тасуббу лазина ядауна мин дуни Аллахи, фаясуббу Аллаха адван бигайри илм». То есть, и не поносите тех, к кому взывают они, помимо Аллаха, иначе станут они поносить Аллаха из вражды, без всякого знания. Сура Аль-Ан'ам, аят 109. Однажды во время разговора с иудеем Хазрат Абу Бакр, то есть первый халиф ислама, который был ближайшим доверенным святого пророка, сказал, что статус пророка ислама выше, чем статус пророка Мессия, мир ему. Услышав это, иудей пожаловался святому пророку. Узнав об этом, святой пророк сделал замечание Хазрату Абу Бакру, его близким другом, и сказал, что он должен уважать чувства человека, являющегося иудеем. Святой пророк учил, что во время войны можно было воевать только с теми людьми, которые принимают непосредственное участие в войне. Он дал строгие указания, что ни один невинный человек не был когда-либо подвергнут нападению. Ни одна женщина, ребенок или пожилой человек никогда не должны были стать мишенью. Он учил,
что ни один религиозный лидер или священник, а также ни одно место поклонения не должны подвергаться нападению. Это четкое и ясное указание святого пророка мусульман. Святой пророк, в мире благословения Аллаха, да, пребывают с ним, также учил, что ни один человек не может быть принужден обратиться в ислам. Вызывает огромное сожаление, что несмотря на эти благородные учения, во войнах, ведущих сегодня, мы регулярно видим случаи беспорядочной стрельбы и бомбардировки, по которых невинные и беззащитные гражданские лица, женщины, дети и старики бывают безжалостно убиты. Мусульмане, участвующие в таком варварском поведении, лишь порочат имя своей религии и должны быть осуждены самым решительным образом. Любить человечество и проявлять сострадание к другим является важнейшим видом поклонения всемогущему Богу и выдающимся средством достижения Его довольства и наград. Одним словом, ислам предусматривает, что только когда человек выполняет свои обязанности по отношению к другим людям, независимо от того, кто они или во что они верят, только тогда он или она может называться истинным мусульманином. По заключению я хочу сказать, что я молюсь и прошу всех вас молиться о том, чтобы Всевышний Аллах даровал нам возможность относиться к друг другу с уважением, любовью, миром и чувством братства. И чтобы те факторы, которые вызывают между нами непонимание, смуты и раздоры, навсегда были удалены из нашей жизни. Спасибо. Спасибо, Василий. Ну, хотелось бы узнать, есть ли вопросы или какие-то добавления у других присутствующих здесь представителей российского мусульманского сообщества? Все было ясно, доступно. Все ясно, доступно, хорошо. Вот, у меня Учитывая, что человек из Пакистана и говорит с нами на одном языке, понятно. Это хорошо, да. Но урду бы, я думаю, я бы, например, не смог сделать такой доклад в Пакистане. Я вот тоже никак, по одной все я его не знаю. Вот. И тем не менее, вот у меня такой вопрос, может быть, опять же, и привлеку к размышлению представителей мусульманского сообщества. Да, все хорошо у нас на уровне писания, на уровне фундаментальных положений доктрины. Но как-то в практике, в современном обиходе есть вот такая формула. Вот есть ахлюльки, там дали писание иудеи, христиане, да, кстати, в Иране с ним еще зарослись, отнесли, хотя в Коране они не обозначены. Все здорово. Но вообще еще есть кафиры, язычники. И вот в этих кафирах очень многие, так сказать, представители салафитского сегмента исламского ума записывают и нынешних православных, и нынешних иудеев. Они считают, что вот подлинные, на мой взгляд, были те иудеи и христиане, а вот эти, которые сейчас строятся, веруют и так далее, доскам поклоняются, это кафиры. Язычники, к ним отношение такое. Вот как вы думаете, это адекватно, я понимаю, реально ли оно существует, или может я что-то не допонял, выдумал? Вот какие мнения, сомнения? Есть разные уровни понимания религии. В принципе, верующие любой конфессии есть, которые очень примитивно толкуют свою религию. В принципе, в любой религии есть люди, которые рассматривают адептов другой религии, как язык. Знаете, есть вот был такой Сысоев, да, батюшка православный, да, убиенный от Игорян, да, но вот он ведь писал, что мусульмане это дьяволопоклонники, такая версия тоже есть, такие вот есть. В православии есть люди, которые, и он не один такой, есть люди, которые пишут, что мусульмане поклоняются, там одни считают, что это какой-то цельнокованный, то есть они слово «самад» переводят с русского, то есть с арабского языка на русский, цельнокованный, да, то есть нечто какое-то вот что-то такое, да, или умственному идолу, то есть они говорят, что Аллах это нечто вот выдуманное, значит, мудрство и лукаво, мусульмане выдумали, значит, себе какого-то идола, что Аллах, мусульманство это не есть Бог христианства, да. Ну и, в общем, можем разбираться. Иудеи вообще, сами понимаете, считают последователей ислама и христианства, ну, вы знаете кем, вот, мягко говоря, заблудшими людьми. То есть, в принципе, в любой религии, ну и индуисты говорят, ну, ислам,
христианство это хорошо, но это вот аватары, это первый источник, а все остальное это как бы уже, все это как бы версии. То есть вот Моди же сам говорит, я мусульманин. Сам вот премьер-министр Индии говорит, я мусульманин, но это не мешает ему бороться с мусульманами там где-то там еще. И, собственно говоря, везде есть. Да, я хотел такие бы представить известного мусульманского общественного деятеля и журналиста Ильдара Мухамеджанова. Он выступил широко известного в узких кругах. У меня один вопрос здесь, да. Меня зовут Данар Мустафа, я исполняющий обязанности представительства правительства Курдистана в России. У нас в Иракском Курдистане, наверное, знаете, да, автономия. Именно религия – это чувствительный вопрос для нас, потому что среди курдов бывают мусульмане, бывают христиане, езиди, заратизм и хак всякие. Мне, конечно, как представительство или как власть Иракского Курдистана доклад очень понравился. И именно на этом основании мы создали Иракский Курдистан. И ислам, конечно, в Иракском Курдистане важно. И Конституция даже сейчас подготовили, чтобы не было противоречия исламу, потому что около 80% населения Иракского Курдистана исламе. Но здесь вопрос появляется, когда вы прочитали доклад. Я не знаю, арабский знаете, да? Или нет? В Коране есть, это вопрос для нас важно. Просто я потом, мы перед людьми будем ответственности, когда еще Конституция у нас не готова, но будет готова. Вопрос появляется, а что такое в исламе есть, в Коране написано «Лакум динакум аль-ядин», и одновременно написано еще «Джихад фи сабилиллях». А что, это не противоречие, разве? Нет. Как мы можем отвечать на этот вопрос? Джихад против кого? И для кумдинакум аль-ядин, это для кого? Ты араб, да? Нет, я курд, мусульманин, да. Дело в том, что любое учение, любой текст, если мы будем выбирать его и хотим понимать его без контекста, то это будет неправильно. Вот слово джихад, да, которое вызывает большое сомнение у всех по всему миру сейчас особенно. Это арабское слово, корень которого есть джахада. Да? Джахада это прилагать усилия. Просто прилагать усилия. Без контекста. То есть это не обязательно, что человек находится в поле войны, только тогда используется слово. В Коране слово джихад использовано много раз. И в одном месте сказано, что «Валладина джахаду фина, ланахдияннахум субулана». Те люди, которые усердствуются в наши пути, мы показываем свой путь. Это значит, что человек, когда работает с собой, то есть над собой, можно сказать, да, только тогда Всевышний Аллах показывает ему путь развития, путь благополучия, путь истины. Есть контекст, большой контекст. Самое главное, что мы должны посмотреть, Коран не отрывать какие-то 2-3 слова или 2-3 аяты священного Корана, и мы хотим его понимать. Это неправильный способ следования, как я сначала сказал. Поэтому очень важно, что мы должны посмотреть пример основателя ислама, потому что он же первый, который должен показать людям, что какой пример мусульмане должны показать. Разве он так поступал когда-то? То есть я привел пример, что они во время основателя ислама, они сосуществовали в Медине. Это было государство, он не был только религиозным лидером. Он был и политическим лидером. Но эти люди других религий, как вы знаете, в Арабии не были только христиане, мусульмане или иудеи. Были люди, которые себя называли не мусульманами, не последователи этих 3 религий. Вообще совсем другие, которых Коран называет саби. Да? Поэтому они тоже вообще жили. И никто им не трогал. Поэтому если кто-то на основании этих слов трактует эти слова по-своему и потом показывает плохой пример и ссылается на ислам, то это в любой религии, в любое общество это может. Я как иностранец, да, например, приехал в Россию, берем не религия, а только вот страна, например, да. Я живу в Пакистане и слышу, что один русский, мы же не отличаем,
кто русский, кто чечен, кто дагестанец. А если кто-то приезжает к нам, да, стреляет людей, называя себя последователем ИГИЛа, да, а мы видим, что паспорт его, российским паспортом нет. А мы что должны думать, что российская конституция так вообще приказывает людям так поступать? Или все русские такие? Нет. Это человек, который неправильно поступает. Человек, который но психологически болен. Ему надо помогать, чтобы он остановился. Просто так. Да, я хотел, нет, сейчас только маленькое дополнение. Да. Вот насчет того, что Вадим Макаренко, я заведующий кафедрой теории регионоведения, но я увлекаюсь еще этимологией и прочими вещами, и я хотел просто вот по поводу слова джихада, вы сказали, вот как бы, что это только прикладывать усилия. Дело в том, что курдское слово хас, ну, может быть, я неправильно произношу, сила, тоже есть. И когда мы возьмем это слово, оно входит в состав слова государство, оно входит даже в состав слова казнь. Понимаете? То есть, даже когда мы берем слово война, харп, там тоже, это русское, курдское слово, там есть такое осел, харп. А осел, он тоже, он очень сильный. Он идет корень тоже. То есть суть-то состоит не в словах, так сказать, а в том, как они интерпретируются. И в данном случае, конечно, с точки зрения ислама как религии определенного периода, определенного сообщества, определенного геокультуры, я бы сказал, если потом потребуется, я расшифрую это слово, геокультура определенного времени, это одни смыслы. Но когда исламу приписывается такая трансцендентность, так сказать, переносит его из времени пророка, так сказать, в современные времена и пытаются использовать это слово и эту идеологию, так сказать, в мире, который уже по-разному насыщен. Одно дело иметь внутри себя иудеев, а другое дело иметь иудеев снаружи, когда ты их расцениваешь как противников. И здесь возникает проблема. Мы должны поговорить, с одной стороны, вы представили ислам, как вот в первоначальном виде, но обождите, но ведь ИГИЛ это тоже предложение вернуться к исламу времен пророка, то есть незамутненному, как они подают, в этом-то утопичность их. Я бы не согласился. Это они ставят так. Я бы тоже не согласился, что они. Я с вами полностью согласен, что им нужна профилактика, так сказать, психологическая. В этом смысле мы совпадаем. Это у нас запрещено. Но суть-то состоит в том, что возникает вопрос более фундаментальный. Можно ли как бы чистой, кристальной, относящейся к каким-то первоначалам религии, пытаться использовать ее как компас в современном мире, так сказать? И возможно ли вообще, ориентируясь на это, не трансформируя это в современное мировоззрение, миросознание, можно ли вообще жить в этом мире, так сказать, вот с такой религией, понимаете, так сказать? Следуя такой религии. Да, следуя такой религии. Потому что здесь очень много углов, и слишком много людей окажутся теми, кому надо применять психологов, прописывать, понимаете? В этом сложность, мне кажется. Нормальных людей нет, вы знаете, вот нормальных людей... психиатры, они приходят к такой мысли, что на 100% нормальных людей в современных условиях их нету. Да, тогда получается, что это, наверное, связано с тем, что нельзя вот кристально чистый, так сказать, может быть, сформулированный в идеальном даже виде, так сказать, хотя многие могут это оспорить, концепцию нельзя следовать всегда. Она не носит вневременного характера, она не может носить вневременного характера. Истина конкретная, и здесь возникают проблемы. Понимаете, в чем дело? То есть здесь мы не можем каждый раз как бы вот возвращаться вот к этим вариантам, так сказать. Понимаете? Ну вот вы как бы говорите, да, вот, ну я, например, обратил внимание, когда были репортажи там еще в начале там ИГИЛ, показывали это, ну, грубо говоря, плотность ткани, одежды, покрой одежды, прочее. Вернитесь так, как там было, сделайте так, как было. Время ушло, вы не можете в одну реку войти дважды, вы не можете одну и ту же идеологию дважды применить с одинаковым позитивным результатом. Если арабы могут думать, что ислам лежит в основе их успехов, преувеличенных, кстати, успехов на Ближнем Востоке, то это сложность, которая состоит. То есть они, ограниченное свое мировидение, пытаются выдать за универсальную идеологию, в которой действительно, а в какой религии нету хороших слов в основе?
но и так далее. То есть я хочу сказать, что вот тут несколько моментов, начиная от этимологии, кончая, так сказать, применимостью сформулированной концепции в VII веке к тому, что происходит в 21-м, 20-м, а еще будет происходить в 25-м. Может, в 25-м будет даже ислам более приложим, но к сегодняшнему миру он, так сказать, может быть, не так уж легко приложить даже тем, кто является их носителями, арабскому. Потому что им очень трудно вписаться в этот мир. Мы получили сейчас, почему возникла проблема ислама? Потому что арабский народ большой, тот, кто живет и на Ближнем Востоке, и во Франции, и в Англии, и так далее, он не вписался в этот мир. Оказалось очень много людей, которым надо прописать доктора, так сказать. И эти люди собрались и уехали туда, создать, так сказать, джихадистский интернационал. Извините, я долго. Очень основная проблема. Владимир Владимирович, конечно, это важный вопрос. Я думаю, постепенно в ходе нашей встречи мы придем еще, поднимем этот вопрос. Но пока идет такая презентационная часть нашего мини-диалога цивилизации. Я, кстати, не боюсь подумать, а может быть и сказать, что это, наверное, с учетом нынешнего такого разлома между мусульманами и езидами, едва ли, может быть, даже первый в мире такого рода встречи, так сказать, давайте. И поэтому давайте теперь представить себе другая сторона. Я предоставляю слово езиду по исповеданию и специалисту по истории и культуре езидов, директору первого, может быть, даже в мире, Института езидской религии и истории езидов, Юлию Романовичу Дафни, который представит основные положения своего исповедания. Перед тем, кому они, может быть, еще не знакомы. Пожалуйста, Юлия Романович. Спасибо, Владимир Михайлович. Не хочу свой, как у нас и конференции, мы к докладу не готовились, я коротко хочу изложить тезис на... Это микрофон, я просто записываю. Тезис на основные положения езидизма. Главная проблема езидов заключается в том, что езиды – это слабая сторона в этом мире. Миром, как правило, сила, и сегодня правит сила. Поэтому езидизм овеян очень негативными явлениями, вплоть до того, что езиды являются поклонниками дьявола. На самом деле это не так, и как правильно возмущаются многие езиды, хоть бы раз нас спасили. Действительно, вы поклоняетесь дьяволу. Ведь пишут все, кому не лень. Даже известно, первый, кто написал о езидах, это для русского читателя Александр Сергеевич Пушкин. Знаете, его в путешествиях, если так сказать, этот отрывок, когда он встретился с езидами, спросил их, действительно поклоняетесь дьяволу? Они сказали, нет, что вы, это не является вообще частью нашей религии. На самом деле езидизм, если мы, так сказать, обратимся к езидским источникам, в основе езидских источников это гимны, происхождение и даты которых неизвестны, потому что езиды связывают свою религию с образованием езида на земле. Это уходит в незапамятные времена, никто не может сказать, когда они были написаны или составлены. В каждой религии есть частица мифологии, в том числе и в езидизме. Говорится, что якобы им передал Бог через Верховного Ангела Малихтауса эти гимны. И есть две священные книги. Это Черная книга и книга Откровения, которые написаны позже этим шейхом Хади, который совершил реформу езидской религии. Кстати, есть версия, что изначально шейх Хади был мусульманином суфийского толка. Он очень был популярен в те времена, в XII веке, в среде мусульман. Кстати, преподавал и учился сначала, потом преподавал в Багдаде. После этого он пришел в горы, называемые Хакари, потом перешел к езидам, пришел в Алиш, познакомился с ними и остался среди них и стал, сказать, сегодня считается священной личностью, той личностью в езидской религии. Так вот, в основе езидской религии изначально это монотеизм, подчинение, это поклонение единому Богу.
во главе, в лице еще 7 ангелов, во главе которых Малик Таус. Шейхом Ади была введена реформа, как я уже сказал, и, так сказать, в ходе реформы введен был такой каста шейхов, и плюс к тому же образовалась такая тройственность, божественная троица в лице Бога, Верховного ангела Малик Тауса и шейха Ади. Тот езидизм, который исповедуют езиды, это именно реформированный, современный езиды, это реформированный езидизм шейха Ади. Как езидизм, он исключительно, это в основе езидизма добродетель, категорически отвергается любое насилие к любой религии. Езидизм толерантно относится ко всем религиям, и к христианству, и к мусульманству прежде всего, потому что в основе езидизма после шейха Ади очень много элементов мусульманства. Когда я спрашивал шейха, главного шейха езидов, баба шейха и других священников, а почему было это сделано, они мне ответили, что это мы делаем до сих пор, чтобы как-то сблизиться с исламом, потому что исламский мир не понимает нас. И в результате мы страдаем от этого. Мы пытаемся объяснить исламу, что мы совершенно не против ислама. Но, несмотря на это, начиная с 12 века, езидам это никак не помогло. Как их преследовали, к сожалению, убивали, так и продолжается, как вы знаете, по сегодняшний день. И каким-то самым трагичным примером этому был это геноцид в Синджаре 3 августа 2014 года. Я, конечно, благодарен уважаемому Саиду Разви Аталь-Вахиду за его очень интересный доклад. То, что вы сегодня поднесли нам, езидам давно уже это известно. Езиды очень положительно относятся к исламу. Кстати, пророк Мухаммад считается святой личностью, и у езидов тоже. Езиды признают и Коран. Езиды, не запрещено езидам ходить в мечеть, потому что они, согласно езидскому вероучению, любая религия является религией Бога. Если она есть на этом свете, значит на это есть воля Бога. В езидском, в одном из гимнов сказано, что Бог один, а путей к нему много. И один из этих путей, соответственно, является езид, другой путь, возможно, очередность не важно, кто первый, кто второй, кто третий. Ислам и христианство, все пути это к Богу. Поэтому, несмотря на это, к сожалению, вот то, что вот ислам говорит, то, что это непринуждение, это все, как это все нам известно. Но на самом деле это не так. Вот даже я приведу вам такой, так сказать, конкретный пример из нашей жизни. Практика жизни показывает, что езиды и мусульмане в жизни, они очень близки. Есть дружественные отношения, есть много примеров, когда дружат с семьями. И вы помните, когда произошли события в Шингале, многие езиды Шингала жаловались, жаловались, что мы были так близки с этой семьей мусульман, но почему они от нас отвернулись? Настолько близки, что среди езидов и мусульман практикуются даже крестные отношения. Имеется это так называемый кильва. Такого среди христиан пока не практикуется, среди мусульман это часто практикуется. Это есть большая проблема, потому что езиды работают в одних коллективах и в одних, так сказать, ведут совместный бизнес, но в один момент это почему-то все рушится. И тут проблема не в людях, не в народах, а есть в отдельных личностях, которые создают эти провокации, используют, так сказать, вот этот Коран не в том смысле, как там изложено, и совершают вот эти нападения, организуют эти нападения на езидов. И вот, к сожалению, пока мы это видим, все это продолжается, хотя вот уважаемый Вахид Сакиб сказал, что это неприемлемо для ислама, и такая работа, какая проводится среди этих людей, и такие люди должны быть привлечены к ответственности. Но я на своей памяти еще такого примера не помню, чтобы кто-то из этих людей исламом был осужден или привлечен к ответственности.
И это есть, может быть, действительно фобия, как говорит Валерий Михайлович, фобия некоторых людей осуждать, потому что эти люди сильные. Возможно, они хотят обострения в исламском мире, но когда-то это надо начинать. Когда-то это начинать, потому что действительно вот эти люди, они как бы не то что вредят авторитету, имиджу ислама вообще в мире. Вы знаете, что основная часть курдов это мусульмане, частью которой являются езиды. И часто я слышал полемики, допустим, со стороны братьев курдов, а что же вам не принять ислам? Ну, примите ислам, это же тоже вера Бога. И некоторые езиды отвечают, а мы не против. А вы объясните, вот почему мы должны принять ислам? Не насильственно. Вот вы убедите нас. Ведь основным постулатом христианской религии является убеждение. Мы никогда не видели, чтобы христианство принуждало. Ну, может, в средние века, в дикие времена когда-то это было. Но сейчас, сегодня мы же не видим такого, чтобы христианство насильственно обращало езидов в христиан, в свою религию. Езиды живут свободно, вольготно, живут в христианском мире. И, кстати, бегут от ислама, от своих же братьев курдов, куда? В христианские страны. Большим примером сейчас показателем толерантности христианского мира является это открытие езидских храмов в мире. Такой храм был открыт недавно. Второй храм уже в Армении. Один храм такой открыт в Грузии, в столице Тбилиси. Сейчас говорят, что префектура Парижа что-то вот обещает езидам Франции открыть такой же храм. То есть там на это относится нормально. И в то же время я вам скажу, что среди езидов сегодня очень большая тенденция переход к христианству. Добровольная, потому что многие понимают, возможно, какое-то преимущество этой религии. И главное, это преимущество этой религии – это добродетель. Не принуждение, не насилие, любовь к этим людям, которые действительно нуждаются в помощи. Чего до сих пор не проходит в исламе. Так вот, если бы это было в исламе, тогда, может быть, за 12 веков уничтожения езидов не пришлось бы их убивать, они бы сами перешли в ислам. А всего лишь нужно признать национально-культурные права этого народа, чтобы этот народ не чувствовал себя ущемленным. И это касается не только езидов, но и курдов-мусульман. Мы видим, какое обращение курдов-мусульманов. Вот наш езидский ответ, главный ответ езидам, курдам-мусульманам, нашим братьям, мы говорим, а что вы получили от ислама и что вы нам предлагаете? До сих пор курдов-мусульман убивают, может быть, даже больше, чем езидов. Если против езидов периодически совершаются геноциды, то курдов убивают постоянно. И сегодня тоже. И кто убивает? Единоверцы. Разве курды не имеют в этом мире таких же прав, как все остальные мусульмане мира? Но они лишены такого права. Право всего лишь мы назовем, пусть независимость, пусть это как-то, но они что же имеют право на свое государство. У всех же есть даже самых маленьких мусульманских народов. У этого до сих пор нет курдов. Я бы, наверное, на этом хотел бы закончить свой диалог, но главное это то, что вот, знаете, путь к диалогу, это всегда, никогда не поздно начать путь к диалогу. И слава Богу, что, вы знаете, эта тенденция, она началась, так сказать, лед тронулся. Это, прежде всего, начался смотрите, со стороны курдов-мусульман. Я думаю, что эта тенденция пойдет дальше. Ведь вот эти религиозные, межнациональные конфликты, они только вредят Ближнему Востоку, всеобщему дому, который является домом не только, скажем, игиловцев, которые хотят построить свой халифат, а всех мусульман мира. Это в конце концов, это родина ислама, это родина исламской культуры.
И сегодня уже на протяжении нескольких столетий, она в постоянной крови. Даже вот недавно Трамп, выступая, когда уходил из Сирии, сказал, ну пусть убивают, на Востоке они стреляют, убивают, они любят друг друга убивать, ну пусть убивают, а мы пойдем, так сказать, отдохнем немножко, пока они там друг друга перебьют, зарежут и так далее. Поэтому путь к диалогу это великое дело. Если благодаря, вот, сказать, вот, нашим попыткам, которые мы сегодня начали, Валерий Михайлович предложил, мы начали, если это дело будет иметь развитие, я думаю, что обязательно мы к чему-нибудь полезному придем с вами. Спасибо за внимание. Спасибо, Юрий Романович. Один только вопрос такой, уточняющий, как религиовед любитель. Вот это поклонение единому Богу и не ангел, а также Троицу, условно говоря, куда там Малек Таус и Шейх Ади. Это означает, что все они как бы являются эманациями, то есть проявлением единого Бога. Так я понимаю, в этом смысле. Когда единому Богу вы видите семьян. Нет. То есть эманация, ну, внешнее проявление, а Бог-то он один. Бог один. Но он является себе семьяном. Это просто есть такое понятие во многих религиях. Это да, это является, может быть, эманацией, может быть, это просто, это святые божества, скорее всего. Это не многобожие, это не видят, сказать, богов или езиды не видят богов в этих святых существах. Шейх Ади это это не божество, это просто святой священник, это святой шейх. Как у нас Умар, Абу Бакр Садик. Он не является Богом, к нему не относится как к Богу, и даже как к божеству. Что касается Малек Таус, это да, это божество, скажем, второго ранга, который является верховным ангелом, или в других религиях называется Азраиль. У нас Малек Таус. Он поклоняется им, потому что, согласно езидской мифологии, якобы Бог назначил Малек Тауса Азраиля покровителем езидского народа. Поэтому он является считаться святым. Можно комментировать на некоторые вещи, которые вы сказали. С многим я согласен с тем, что вы сказали. В практике, да, то, что я читал и рассказал, и в практике много чего отличается. Это правда. Но я с этим немного не соглашусь, что этих людей никто не осуждает. То есть наказать этих людей, не привести их к ответственности, это вопрос политический, не религиозный. Потому что осуждать религия может, представители религии могут. И поскольку я знаю, осуждают, не только осуждают, отстраняют ислам от них. И не только делают это в Ближнем Востоке, но и в Европе, в Америке. Я вам могу привести не один, не два, несколько примеров религиозных лидеров, имеющих мировой известности, которые не только в Капитолии в Америке, не только в парламенте Великобритании, не только в Европейском парламенте, а в других парламентах разных стран вступили и осудили этих людей. То есть осуждение идет. И сколько остановить этих людей физическим способом, это невозможно для религиозных лидеров. А скажите, пожалуйста, в Пакистане, как исламское государство, готовы признать геноцид езида в руках этих людей, а не ислама, этих людей? А кто будет это принимать? Как государство? Государство Пакистана, как понимающее так хорошо религию ислама. Я хочу быть откровенным. Дело в том, что Пакистан, родина моя, называется Исламская Республика Пакистан. Но я здесь вижу двуличие. Почему? Потому что с одной стороны Пакистан осуждает Индию, когда Индия поступает очень жестоко в отношении к жителям Кашмира. С другой стороны, Пакистан не осуждает Китая, который плохо поступает или очень жестоко поступает в отношении к югорам. Правильно же? Или с другой стороны, как Саудовская Аравия поступает в отношении к жеменцев. То есть здесь двуличие есть.
Поэтому брать Пакистан как пример я бы не посоветовал. Ну, здесь вообще проблема шире, потому что ислам это не церковь, то есть мы не можем, то есть, во-первых, я хочу сказать, что то, что вы говорите, что никто не осуждает, это неправильно. Хочу, во-первых, сказать об этом, потому что есть многочисленные фетвы и таких авторитетных религиозных центров, как Аль-Азгар в Египте, да, и Деобанд в Индии, да, это к ханафитам относится в первую очередь, которые осуждают подобные практики бесчеловечные. И там указывается о том, по пунктам, значит, где вот они нарушили исламское учение. Вот. Но, во-первых, эта информация, она не выводится на широкие круги, понимаете? То есть она не обнародуется. Вот я никогда не видел в наших, так сказать, русскоязычных СМИ, чтобы такую информацию публиковали. Хотя вот я читаю, скажем, англоязычные СМИ от индийского субконтинента, да, и Авпака, да, то есть Афганистан, Пакистан, то есть вот, те средства массовой информации, там эти фетвы, как они называются в исламе, то есть религиозные эдикты, то есть которые обязательны для мусульманина верующего, для каждого, именно как религиозный эдикт, не как вот какая-то вот норма уголовного кодекса, понимаете, потому что давайте вот будем различать, есть уголовные кодексы, то есть светского законодательства, да, есть фетвы как религиозный эдикт, как постановление, да, нравственного характера. То есть для человека, который руководствуется нормами нравственности, они обязательны, понимаете, но, скажем так, как вы представляете себе, как какие-то улемы в Индии, как они могут привлечь к уголовной ответственности тех, кто, значит, в Ираке, еще непонятно кто, потому что, давайте будем тоже откровенны, курды засветились в Ираке очень серьезным сотрудничеством с израильской разведкой. Это факты доказанные, я не хочу на этом акцентировать. Может быть, потом можно этот вопрос. Нет, потому что нет, на самом деле столько надо уже сейчас разгребать вот эти все. Можно, мы здесь это... Нет, давайте я вам скажу, одно буквально, вот одно, я один штришок. Национальный, так сказать, арабский герой, да, Аль-Баталь Араби Аль-Азим, да, Салах-ад-Дин, он же курд. Уважаемый Салах-ад-Дин Айюбидан. Да, он же курд. Как можно говорить о том, что курдов там, значит, шпыняли, уничтожали, геноцидили, если человек, значит, от крестоносцев отбил Иерусалим, и за ним пошли мусульмане, и тюрки, и арабы, все пошли за ним. Ну, правда, арабы его приватизировали слегка, говорят, что вот это наш арабский герой, хотя он курд, извините. Потом. Я просто обвиняю Курдистан, я должен на это отвечать как... Я не обвиняю Курдистан. Значит, идут игры. Самый большой флаг Израиля находится в арабских странах, где ислам у них первое. Вы не говорите, вы сейчас обвиняете Курдистан и курдов, что сотрудничают с разведкой Израиля. А где, когда Израиль нам помогает, когда у нас плохо было? Скажите, пожалуйста. Во время... Саддаму Хусейна очень даже помогал. Очень даже помогал. Давайте мы это очень сложно. Я только одну вещь сделаю. Если Саддам Хусейн не убивал бы курдов, может быть, я не знаю, обращаются, нет таких фактов, и ни у кого нет. Может быть, курды даже не обратились к никому. Но вы знаете, что утопающие за любой соломинку хватает. Я согласен, да. Я согласен. Вы не понимаете, что они не обращаются. Понимаете, в чем дело? Понимаете, в чем дело? Значит, дело в том, что есть элита, да, политическая. А в чем дело? Вы вот что-то Израиль, так вот, я, конечно, как русский еврей, я хотел... я хочу спросить, а в чем проблема взаимодействия? В чем здесь сразу криминал взаимодействия с Израилем, обождите, которое происходило до 1975 года, оно происходило до тех пор, пока не наладился договор между Шахом и Саддамом Хусейном, они заключили договор, а после этого зачистили Курдистан почти, так сказать, поголовно. Там масса людей родилась в Иране, в других местах, потому что они были вынуждены оттуда бежать, потому что их потом просто танками сметали.
Понимаете? И в чем здесь проблема-то? Я не могу понять. Мы же не обсуждаем, мы обсуждаем религиозные вопросы, а само взаимодействие с Израилем, с Россией, с Соединенными Штатами. Секундочку, она не является. Дело в том, что я вам поясню. Поясните. Значит, есть элитные дела все, да? То есть политическая элита Египта, Иордания, она уже договорилась, да и других стран, собственно говоря. Там, в принципе, даже не надо делать исключения. Но есть отношение к Израилю на уровне широких народных масс. Он рассматривается как онтологический враг, не еврей. Давайте сейчас... Вы сейчас выводите сейчас вместо того, чтобы устранить одно религиозное противоречие, вы вводите еще онтологическое противоречие, которое нереализуемо. Господа, мы отходим от темы круглого стола. В дальнейшем, возможно, еще раз войдет и как-то... Можно я вот... Давайте сейчас на презентационную часть кончится, потом у нас начнется, условно говоря, некий такой вот мозговой штурм других пунктов повестки дня, и них он всплывет во тематику, и мы в таком дипломатичном формате ее обрисуем. Ну а сейчас ничего, человек хочет продолжить. Вот мы тут мусульмане, собираете езиды, а при чем езиды вообще где-то там Ирак и так далее? Нет, господа, езидизм это наше российское явление, потому что большая часть курдской диаспоры, проживающей в России, это езиды. И вот сейчас информация об ее истории и сегодняшнем дне мы просим поделиться видного курдского общественного деятеля, главного редактора ведущего курдского портала РИА-ТЗ «Новый путь» и председателя общества связи российского и курдского народа, я, может быть, неправильно сформулировал, это только два из его многочисленных титулов, их чтение займет изрядную часть нашего круглого стола. Юрий Шамильевич Нави. Юрий Шамильевич, пожалуйста. Спасибо, Владимир Михайлович. Ну, прежде всего, хочу поблагодарить Юрия Романовича, моего друга, и Валерия Михайловича, тоже моего друга, за вот такую предоставленную возможность. Это действительно, мне кажется, очень значимый шаг, что мы вот сегодня встретились и вот лицом к лицу говорим, может быть, какие-то внутренние даже вот вещи, которые там в другом месте не скажешь, ну, мы, я думаю, не выскажем друг другу, ну, в рамках, конечно, общепринятых норм общения, как говорится. Ну, я вот, как попросил меня Валерий Михайлович, коротко расскажу об истории появления езидов на территории вот России, Российской империи, потом вот Советского Союза и современной России. Ну, езиды появились в основном, основная масса, абсолютно большинство езидов появилось после Первой мировой войны. Как вы знаете, вот в Османской империи была кампания геноцида, там, знаете, известная история с армянами, и под эту, ну, про армян очень много говорят и знают, но под эту, значит, кампанию попали, конечно, езиды, и вот мы как раз потомки тех езидов, которые после Первой мировой войны сначала переселились в Армению, основная масса, и потом потихонечку некоторая часть переселилась в Грузию, значит, и вот после распада Советского Союза в основном, ну, на территории России отдельные там представители интеллигенции проживали, но основная масса тоже после распада Союза из Армении, из Грузии переселились, многие уехали в Европу и многие вот оказались здесь, в России. Сегодня община курдов-езидов на территории России, она от Калининграда до Камчатки, отдельными группами. По численности точной, ну, статистика последнего 2010 года, она показывает 60 тысяч, но на самом деле, по нашим оценкам, где-то до 300 тысяч, из них, до 300 тысяч курдов, но из них где-то процентов 70-75 это курды-езиды. И ну, надо вот это, наверное, данной аудитории подчеркнуть, что вы тоже обратили внимание, что езиды переселились именно в христианские страны. И то, что в Европу, не в Саудовскую Аравию, не вот мусульманские страны поехали, переселились, а вот в Европу и в Россию, в Грузию, Армению, вот христианские страны. И, честно сказать, им там просто комфортнее, там нет вот этого давления такого на религиозной почве. И поэтому вот именно в христианских странах они поселились. На сегодняшний день среди езидов, курдов-езидов России очень много известных личностей, я просто нескольких назову, да, вот это депутат
Государственной Думы, он сейчас член Комитета по безопасности и обороне, Зелимхан Муцоев, наша известная певица Зара, известная тоже певица Светлана Касьян, народный артист России Азиз Аскарян, почетный художник Академии художеств России Тимур Ашоян, заслуженный мастер спорта Гурам Аджев и так далее. Я могу перечислять очень много. Очень много предпринимателей в разных регионах и очень много в разных регионах общественной деятельностью занимаются, депутаты областных, там, городских советов и так далее. И, вот это то, что касается истории появления езидов на территории России и нынешняя их жизнь, они вполне полнокровной жизнью живут, но, естественно, здесь надо, конечно, отметить, что есть противоречия внутри езидской общины. Дело в том, что, как вот Валерий Михайлович тоже отметил, часть, это под воздействием вот таких исторических обид, и особенно после истории, после кампании Шангали, многие езиды считают курдами. Но основная часть, основная элита, что интеллигенция, она, естественно, хорошо понимает, кто они, что они, какие их корни. И вот я тут хочу отметить еще такой момент, что вообще я лично рассматриваю вот этот вопрос езидов, это в рамках общекурдского такого национального ареала и национальной проблемы. У многомиллионного курдского народа есть много проблем. И одна из них очень важная, это проблема езидов. И все эти проблемы, которые от 40 до 50 миллионов народа, они заключаются, все эти проблемы, когда анализируешь, они заключаются в том, в отсутствии государственности. И тут если перейти к теме нашего сегодняшнего разговора, езиды и ислам, да, я очень внимательно слушал нашего друга из Пакистана. Вы знаете, у Гёте есть такие слова, говорит, суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет. На практике, к сожалению, мы сталкиваемся, особенно езиды, как говорится, на своем, и не только в Шангале, это идет уже много-много веков, идет это давление, постоянная резня, езиды говорят, что 72 раза уже такие геноциды устраивали, или 74, разные оценки есть. И это все руками под, так сказать, знаменем ислама это делалось. Там, для езида это же без разницы, в Коране что написано и как написано. Они видят, что именно под этим знаменем их режут и так далее. Я откровенно скажу, я был когда маленький, в деревне мы там сидели ночью, да, там сказки бабушка рассказывала, и всегда какой-то негативный образ ислама нам показывала. Потом, когда ты вырастаешь, уже немножко по-другому на эти вещи смотришь. И действительно, эта фобия, она есть. Это не скроешь, это есть, это исторически сложившаяся вещь. И я очень рад, что этот шаг мы предприняли. Встретились и смотрим друг другу в глаза и видим, что там, тоже обычно мы все одинаковые люди, у нас, как говорится, одинаковые глаза и так далее, и тому подобное. Я знаю, что очень много известных богословов исламских, они, даже Аль-Ахсар, я просто не помню эти имена, они говорят, что вообще мусульманский мир в долгу у курдов в целом. Мы вспомнили Саладина, который защитил, так сказать, от крестоносцев. И даже сегодня, и вообще курдские деятели, они большой вклад в развитие, пропаганду нормального этого ислама ввели. И даже сегодня многие, может быть, не знают, но один из ведущих богословов, да, председатель Всемирного совета мусульманских улемов, Али Карадали, он курд по национальности. Часто бывает в Курдистане. Из Курдистана, из Ирака Курдистана.
и так далее. Но я хочу немножко, знаете, вот на более современные темы, да, вот перейти на современные темы. Вот, смотрите, Шенгал. Шенгал в тот период, ну, мы, конечно, были все расстроены, я даже запретил там своим смотреть телевизор, эти ужасы, там, резня и так далее. И нас пригласили в посольство Ирака. Там было очень много вот арабских там представителей, там, и что делать, ну, тоже переживают все. Я их попросил единственную вещь, я говорю, сделайте заявление, осудите. Вот я до сих пор жду, что они там какое-то заявление сделают. Вот вы сказали, что есть вот фейтвы, там выпускают все, но они не доходят у нас. А мы что видим? Мы видим, что вот Европа, христианские страны, Папа Римский, там наш патриарх Кирилл выступили, осудили, там, это сделали. А вот со стороны исламского мира мы ничего не видим. Может быть, там что-то внутри происходит, но у нас... Читайте хотя бы англоязычные СМИ. Я почему понимаю, мне очень нравится вот ваш подход, потому что вот так, переведите на русский, дайте, мы нашему сообществу тоже предоставим. Тем более, вот Валерий Михайлович сказал, мы располагаем ресурсами, чтобы донести вот эти голос, так сказать, нормального ислама до языческой общественности. И вот давайте Шенгал оставим, да, там, теперь вот сегодня, да, в эти дни на наших глазах в западном, в сирийском Курдистане происходит, да, такая вещь. Вся Европа и там далее, там все на ушах стоят. Но голоса исламских стран, исламского сообщества, вот, НПО, там, ФЕТ, это ничего нет. Вот. Я не говорю о том, чтобы там оружием помогали или что. Просто вот высказать, что мы, этот народ тоже имеет право, он тоже, как это живые люди, это наши мусульмане. Ну, иногда даже обидно становится, когда вот в Перми, да, это Рохинджа было, там тоже трагедия большая. Я помню, здесь такое-то там митинги, демонстрации. А когда дело касается курдов, тишина. Поэтому вот этот момент, вот вы как представители мусульманской умы, мне кажется, вот этим донести, что ли, до мусульманской общественности, что мы же тоже все видим, слышим, читаем, в том числе и англоязычную прессу, но до нас не доходят вот голос осуждения или голос поддержки справедливых там прав вот этого народа в целом, 50-миллионного народа и вот его части езидов, мы не видим. Я поэтому очень вот бесконечно рад, вот Валерий, еще раз Валерию Михайловичу и Юрию Гасену, что вот этот первый шаг сделали, встретились, какие-то друг другу, ну, может быть, какие-то, не хочу назвать претензии или что, в общем, свои размышления. Я даже предлагаю, там, если есть возможность, сегодня там огромное количество беженцев, вот это наши языки до сих пор в лагерях, там, если вот какая-нибудь мусульманская организация, ну там пусть там на $1 какой-то гуманитарный символичный шаг, да, это просто символичный шаг, что мы, да, вот мы осуждаем, вот мы, говорим, мы не с ними, или мы осуждаем, мы не с ними. Да, мы говорим вот в Коране так, мир, это, но на практике давайте вот это не разговорами, а и вот какие-то конкретные шаги сделаем, да. Я думаю, что вот после нашего сегодняшнего этого может быть какое-то заявление сделать или там вот там, такое общее, там, чтобы и донести до вот общественности, что вот этот шаг сделан и значит, я думаю, вот итог вот этой нашей встречи надо как-то рассказать не только вот это круглом небольшой группе людей, а более широкой общественности. Я немного хочу просто прокомментировать по поводу того, что до вас или до курдов или до язидов не доходят эти осуждения. Дело в том, что вы должны понимать, я в коем случае не оправдаю те действия, которые совершаются мусульманами, так называемыми. Некоторыми мусульманами. Некоторыми, так называемыми даже. И я ни в коем случае не оправдаю эти действия. Это действия к исламу, в докладе тоже я сказал, к исламу никакого отношения не имеет. При этом
Я хочу вам сказать, что нам надо поразмышлять над тем, что почему, если осуждение есть, и представители ислама открыто во всех уровнях говорят, что осуждение есть, то почему до нас не доходит? А почему до нас доходят только отрицательные новости, а положительного ничего не доходит до нас? Почему так? Какие средства есть, которые до нас, есть нам, дают информацию об этом? Дело в том, что, как я сказал, что осуждение в таком уровне, что в Капитолии в Америке, в Европейском парламенте, в парламенте в Великобритании, в Израиле, вот эти информации положительные, осуждения, и когда представители ислама говорят и совсем объявляют, что мы или ислам к этому никакого отношения не имеет, почему до обычных людей не доходит? Почему? Потому что есть какие-то личные интересы. Почему ИГИЛ, прекрасный один религиозный лидер, вступил в парламент Голландии, где вы сами знаете, что совсем отрицательно относятся к исламу, это Бельгия и все остальное. И задали такие действительно очень жесткие вопросы этому религиозному лидеру, что ИГИЛ это ваша проблема, вы должны разбираться с этим, то есть вы исламский религиозный лидер. И он открыто им сказал, что я не говорю, что это не проблема ислама, это да, проблема ислама. Но вы не можете просто себя избавлять от этой проблемы. Европейских стран, Запад, почему? Вот берем Иран. Иран уже под санкцией находится больше 35 лет? С 79-го года. 79-го года, под санкцией. А кому Иран продает нефть? Хотя экономика Ирана основана на нефти, правильно же? А не разрешается продавать нефть никому. И страдает Иран от этого. И здесь целая страна, большая страна, со всеми своими механизмами и все остальное. А здесь есть группировка, численности которого не превышает 10 тысяч человек. А они каждый день зарабатывают 6 миллионов долларов за нефть. Как это происходит? А почему никто об этом не говорит? А как это возможно, что даже если, когда страна какую-то воюет с кем-то, с какой стране, то у них оружие заканчивается, пули, другие вещи. А почему у них ничего не заканчивает уже несколько лет? Они что, производят оружие? А почему эти вещи никто не показывает по телевизору, по СМИ никто не показывает, и только отрицательно у нас есть? Я просто говорю, что мы должны объективно посмотреть на это. Объективно что, знаете, вот элементарно. Вот вы представитель, значит, духовенства, насколько я понял. Да? Нет, я только мусульман. Да. Ну вот хотя бы вы в личном качестве. Да. Вот дайте интервью Валерию Михайловичу, мы опубликуем. И единственное, не знаю, это может неправильно с моей стороны. Вот как вы относитесь вот к резне в Чангале, как вы относитесь к отношению вообще к курдам? Это мы вот это донесем до нашей общественности. Согласен. Не обязательно, что там президент как-то и так далее. Ни один НПО, ни одна вот, ни Лига арабских государств, ни вот эта исламская конференция, никто там молится, тишина, никто там, ни один голос. Да, вот я сделал небольшой комментарий, и мы на этом перейдем к другому вопросу. Мы здесь небольшим дорожмили, неправильно, что никто не осуждает. Даже, к примеру, можете обратиться к поздравлению Равиля Ганауддина. Извините, если что-то не так сказал. Это когда он поздравлял недавно, месяца 3 назад, Ураза Байрам, мусульман России. Вот там, в частности, он осуждал. Он говорил, что это идиотские действия с исламом никак не связаны. И, знаете, езидизм, как я сказал, в основе его добродетель. В гимнах, в священных книгах не призывается никакому насилию. И езиды не требуют наказания. Езидская религия говорит, что каждый за свои поступки, в своих действиях ответственен перед самим Богом. Перед Аллахом. То есть мы считаем, что то, что творит мусульманин, он ответит перед Аллахом за свои поступки. Мы не требуем наказания, но мы просим, чтобы, сказать, от мусульманской общественности проводилась работа среди таких людей,
Почему? Вот чтобы вот эти фетвы доходили до них, чтобы они понимали, что не надо убивать людей. Ни зачем? Наш, так сказать, Коран и наша религия не приветствует это. Всего лишь. Правильно. И если эта работа будет вестись, нам не нужно, чтобы до нас доходило, кого осуждают, кого сажают, кого наказывают. Это как бы внутриисламский вопрос. Но нам важно, чтобы человека, езида, не убивали за то, что он езид. Всего лишь. Хотите обратить его в ислам? Мы не против, вы его убедите. Убедить. Вы ему скажите, что вот, будь стань правоверным мусульманином, и ты действительно попадешь в рай, или, я не знаю, какие-нибудь другие аргументы приведите ему. Но не говорите, что я тебе голову отрежу, и твою дочери, и твою жену изнасилую, если ты не станешь мусульманином. Вот в чем суть вопроса. Так что, спасибо. Так, ну, надо сказать, что курды сегодня не только культурно и этнически самоопределяются, но уже имеют свою государственность. Это Башур, Иракский Курдистан, автономный регион, который формирует уже в том числе свое самостоятельное внешнеполитическое видение и внутриполитическое видение различных проблем. И вот, условно говоря, мы хотели бы немного услышать в эрбильском дискурсе о взгляде на проблему, на вопрос езидов. Поэтому я даю слово Данару Мустафе, исполняющему, да, пока исполняющему обязанности представителя правительства региона Курдистан Российской Федерации. Спасибо большое за организацию круглого стола. Действительно, очень интересный круглый стол. Здесь дают возможности обсуждать религию, проблемы, которые на сегодняшний день актуальны. Как ранее я сказал, религиозный вопрос – это очень чувствительный вопрос для курдов и для именно Иракского Курдистана, потому что Иракский Курдистан, как единственное курдское государственное образование, основано на этих принципах, как бы много религиозная эта страна, многоконфессиональная страна, среди курдов есть, да, большинство курдов мусульмане, никто не может это отрицать, 85% населения Иракского Курдистана, остальные есть там езиди, есть христиане, есть евреи, у нас очень много курдов евреев, сейчас они живут в Израиле. Иудеи, есть еще другие, заратизм, также другие есть. Мы, как правительство Иракского Курдистана, все время старались, чтобы не была религиозная проблема в Курдистане. Конечно, мы могли достигнуть цель, поэтому сейчас в Иракском Курдистане напротив мечети есть церковь, христианская церковь есть. Люди живут свободно, нет никаких проблем, никогда не было в Курдистане, что этого человека наказывали за то, что он не мусульманин или христианин или другого. Когда проблема произошла в Шенгале, как ранее Юрий Шамилевич рассказал, в 2014 году сразу все мечети Иракского Курдистана открыли для беженцев езидов. Они там жили около 2 месяца в мечетях, даже в этих мечетях не было никаких намазов и по пятницам не было, потому что там беженцев жили, мы сразу открыли, они откровенно это смотрели. Здесь претензий к Иракскому Курдистану нету у курдов и по религии езиди, потому что у нас тоже проблема была в то время, как вы знаете, во время войны с ИГИЛом, с террористом в 2014 году у нас бюджет прекратился, это вот 17%, которые имеем от всего бюджета Ирака. Также война с ИГИЛ, это большой бюджет нужно, и 2 миллиона беженцев, не только внутри Ирака, еще из Сирии, около 600 тысяч сирийских беженцев. Это не только курды, арабы тоже были. Поэтому мы не могли, конечно, как надо было ухаживать или обеспечить безопасность. Безопасность не только это в войне, безопасность продуктов, еды. Это мы не могли полностью поддерживать. Потому что, да, наверное, международные организации нам помогли, но не как надо было. Со стороны исламских государств не как было, как надо было, так помогли.
Поэтому иракский Курдистан на сегодняшний день то, что мог, помогал езидам, чтобы они не думали, что это ислам в иракском Курдистане важнее, и из-за этого они так поступают. Я думаю, что Юрий Шамилевич тоже, когда сказал, он больше про исламский мир говорит, стороны исламского мира. Здесь иракский Курдистан не представляет только исламский мир. Иракский Курдистан маленький кусочек этого ислама. Там у нас есть Саудовская Аравия, есть Иран, есть Пакистан, есть другие страны большие. Они могут, можно сказать, успокаивать езидов, да, что это не политика ислама, это не идея ислама, это не ислам против вас. Как сказали, надо было беженцев гуманитарную помощь отправить почаще, надо было донести до них, что мы переживаем, мы действительно представляем ислам, что ислам, как вы сказали ранее, ислам это значит мир, ислам не значит воевать или уничтожать вас. Вы могли бы это доказать, но не это не сделали в свое время. Конечно, наверное, причины есть здесь тоже. Но, как русские говорят, лучше поздно, чем никогда. Сегодня мы тоже, я говорю, мы как исламские представители здесь, мы можем нашим братьям езидам успокаивать, конечно, донести до них, что это не политика ислама. В исламе нельзя убивать, нельзя уничтожить. Нету такого, что вас уничтожит. Мы любим мир и работаем над этим. Еще хотел обсуждать еще один вопрос, до этого обсуждали по поводу отношения между курдами и другими странами мира, как и Израиль. И это, чаще это вопрос поднимаем на круглых столах. С точки зрения политики мы тоже правы, как Саудовская Аравия, как Иран, как другие страны налаживают отношения с Израилем и с другими странами мира. Это абсолютно наша права, и никто не может здесь границу поставить и нам сказать, вам это нельзя. Потому что, как я ранее вам сказал, смотрите флаг Израиля, где находится в арабских странах. Самый высокий флаг. Это там находится. Они сотрудничают откровенно. Как им можно, нам тоже это можно. Еще два нам это может быть это важно и разрешает, потому что у нас есть евреи, иуди в иракском Курдистане. Мы можем их просто налаживать, чтобы они не начали жаловаться, что иракский Курдистан плохо обеспечивает права евреев в Курдистане. Так, братья езиды, наверное, они имеют право это, конечно, говорить. И еще другие, может, армяне. У нас есть 2 депутата армяне там. Они тоже недавно сказали, что 2 школы в Курдистане, 2 школы в Курдистане это мало для армян. Надо 3 тоже открывать. Хорошо, начали 3 открывать. Обходя с этим, мы можем работать. И если у нас есть отношения с Израилем, конечно, это я вам говорю, нету. Вообще, на этом уровне вообще нету. Если бы было бы, у нас так хорошо не было бы, как сейчас. Понимаете, я считаю, что Израиль вообще просто по словам помогает. И это не в пользу курдов помогает. Во время референдума тоже. Они нас, нам помогают, но вы видели, что случилось. Все это... Да. Ну, это, видели, не надо продолжать. Израиль это страна самостоятельная. Есть дипломатические, есть консульские какие-то отношения. По-моему, у всех мусульманских стран с Израилем есть дипломатические отношения. В заключение... Кто разорвал? А Турция имеет дипломатические отношения? А Турция имеет. Иордания, они отозвали посла. отозвали, но не разорвали. Это не значит. Саудовская Аравия. Но там на уровне неофициальном, конечно, контакты нет, но дипломатически Почему на уровне официального, да? Почему не говорите, отдельное государство, давайте так. Что, конечно, Нет, это Ирак, это никто не говорит. Давайте разберемся, смотрите. Был Ирак, значит, Саддама Хусейна, да, государство признанное на официальном уровне, да. Значит, сейчас Ирак другой,
Но у вас же нет статуса полноценного государства. Да, мы тоже об этом не говорили. Мы говорим курсы государственного образования. Когда вы, значит, Саддам Хусейн там еще, я понимаю, что вы, так сказать, но это сложная проблема, то есть отношение Саддама Хусейна к курдам это сложная проблема, равно как и отношение турков к курдам и всех остальных, значит, курдам, которые хотели бы часть вот этих государств, которые сейчас существуют, просто превратить в свое государство. Значит, это один срез проблемы. Значит, второе, это то, что, значит, скажем, когда еще существовал Ирак Саддама Хусейна, значит, вы вошли в контакты с его врагами, да? То есть это другой срез А проблемы. где здесь доказательства? Ну как? Вы просто бросали слова. Не, ну как же? Нет, давайте не будем, это Юрий Романович, можно я просто маленькую справочку внесу? Позвольте внести простую справку. Надо же, грубо говоря, историю изучать. Проблема в чем состоит? В 70-м году иракский Курдистан, или, так сказать, получают права автономии. Дальше эти права начинают нарушать. Если, грубо говоря, так сказать, курды начинают защищать эти права. Вот и все, так сказать. Вот, это вот, то есть была нарушена Конституция Ирака. Мы далеко зайдем. А почему дойдем далеко? Если бы существует много автономий, и представители любой автономии, я даже не уточняю какой, да, могут вам сказать, что их права нарушаются. И что они, значит, что? Значит, они имеют право на вооруженную борьбу, то есть противостоять... Ну, вы знаете, как начинается Конституция Соединенных Штатов Америки, бастиона либерализма и демократии. Мы народ Соединенных Штатов, поэтому сегодняшний мы народ Северного Ирака. Мы давайте не будем обобщать. В разных странах по-разному начинается Конституция. По-разному. Когда, значит, в какой-то автономии, вы китайцам это еще расскажите, что, значит, и китайцам расскажем. В какой-то автономии люди имеют право на вооруженную борьбу против Китая, да, если им не нравится политика Китая. Мы, по крайней мере, это объясняем по отношению к ЛНР и ВНР. Что они имеют право на то, чтобы защититься. И имеем целый комплекс международных отношений, которые в конечном итоге должны гарантировать права этого населения там. Да, и если и палестинцы тогда имеют право. Мы не отрицали, в рабочем порядке, потом вы поговорите, будет время. Почему они все, что они делают, они, значит, не все. И, кстати, если мусульмане имеют право рассматривать борьбу палестинцев как часть общемусульманской борьбы, соответственно, в нее тоже вливаться. Они вливаются. Из этого Палестина бы не существовала, откуда бы там набралось 8 миллионов человек. Господа, вы знаете что? Давайте я вам скажу один комментарий, и вернемся опять к нашей теме. Была Конституция 1974 года, по-моему, и есть Конституция 2005 года, что касается Ирака. Вот если эта Конституция не исполняется, что тогда приходится делать курдам? Если их права нарушаются, есть договоренность, есть Конституция. Что им приходится делать? Вы обвиняете в том, что они обратились в Израиль? Ну, что это политика, это мировая политика. Даже нету враг моего врага, это одной группы и так далее. Я это как раз понимаю. Да, ну, это еще зачем обострять? Враг моего врага мой друг, не понимаете, кто-то вас тогда начинает рассматривать как то, что вы противоречите. Один важный вопрос у меня. Когда уничтожили 180 живые люди, живые капли под землей, а где Израиль? Американцы вас хорошо защитили. Когда? Ну как сейчас, прям, вот сейчас. Давайте говорить. Стоп. Давайте об обратном. Почему исламский мир против курдов? Не надо американцев. Нет, мир не против курдов. Потому что, нет, давайте тогда объяснимся, значит, по самому основному. Нет такого единого исламского мира, понимаете? Нет. Есть постколониальное образование в своей основе, да, то есть страны мусульманские, современные, это бывшие колонии
в основном в Великобритании, где-то Голландии, там, Франции, да. То есть нет исламского мира как такового. Вот нет. Окей. Соответственно, Мусульмане, верно? Да, соответственно, вот я вы говорю, сейчас против курдов. Почему? значит, смотрите, дальше иду. Нет, вот вы Вот вы лично спрашиваете, против почему курдов. нет. Какая вам разница? Он мусульманин, и он мусульманин. Вы спрашиваете, почему нет консолидированной политической позиции по поводу, значит, курдского вопроса. Раз нет исламского мира, значит нет консолидированной позиции. Мы не в востоковедение. Давайте конкретику такую академическую. Да, наверное, у меня вот к вам вопрос такой. Насколько известно, как бы, вот основная святыня езидов Лалыш находится на территории автономии, а большинство езидов проживает вне ее. Кстати, сейчас не стоит вопрос, в частности, вот, в рамках переговоров Эрбиль-Багдад о том, чтобы каким-то образом интегрировать Шингал с автономией, либо как перейти, может быть, переселить, репатриировать езидов в Курдское. Очень хороший вопрос, как раз, да, к этому идет все дела, Багдад и Эрбиль в переговорах, как можно успокаивать людей, как можно структура Шингала после геноцида езидов, это все сделать. Мы, когда были в Курдистане с Юрием Заснием и другими членами делегации, посещали в лагерях, где езиды там живут, спросили, почему вы не вернетесь в Шингал, что там вам не хватает. Они нам сказали, там вообще ничего нету. Ни воды, ни электричества, никаких средств. Нет, как возвращаться? Безопасность. Безопасность тоже нет. Конечно, безопасность тоже. Никто не понимает, что дальше происходит с Шингалом. Потому что мы знаем сейчас, кто там находится в Шингале. Они говорят, что это там Хадж-Шаби там есть. Они нас не защищают. Они тоже почти как игры, но в другой форме. В другой форме. Поэтому на первом месте надо людей успокаивать, надо там заново строить Шингал. Большой бюджет нужен для этого. Конечно, здесь исламский мир очень важную роль. Сколько там езидов в Шингале? Ну, до этого сколько было? До этого где-то, да, 4 до этого, да. А в данный момент, наверное, даже 3-4 тысячи есть. Да, Там, ни того нет. да, там очень мало. Поэтому сейчас, как я сказал, исламский мир может важную роль играть в этом сфере. И, конечно, здесь великие державы тоже играют роль. И чтобы возвратили это беженцы в Шингал, заново это сделали. Но здесь больше всего зависит от центральной власти. Это Багдад. Багдад должен конкретный бюджет как бы направить в Шингал. Компенсации, конечно. Да. Разве Курдистан не может один? Конечно. Не Это может. же Ирак, это одно государство. Да, Багдад может это сделать. Кстати, там надо еще уточнить. Дело в том, что в настоящее время Шингал – это часть провинции Ниневия. И в этом смысле она, так сказать, еще структурно, так сказать, она еще вкручена таким образом, что тоже не все просто, так сказать, сделать, осуществить. В этом есть довольно-таки большая сложность, да, Юрий? Там просто вот эта территория Шингала, это так называемые спорные территории, которые в 140 статье Конституции Ирака зафиксированы. Вот мы очень много говорим о Киркуке, известно, но то же самое относится к Шингалу. То есть там должны были уже давно пройти, значит, ну, в Киркуке в частности, там нормализация ситуации и так далее, и пройти референдум, вот это население куда хочет, административно под Багдадом быть или под Курдистаном. Но до сих пор это вопрос висит в воздухе, но на референдуме, вот очень показательно, на референдуме о независимости Курдистана, который 2 года назад произошел, вот если в целом курды там 92-93% голосовали за Курдистан, за независимость, то среди езидов эта цифра достигла 95-96%. То есть вот, настроение езидов в отношении с кем бить вот, показал референдум. Спасибо, господин Донат. Ну что, мы кончили такую презентационную часть нашей встречи. В общем, все здорово, прекрасно. Да, мне прям хочется взять гитару и исполнить песню Бисбора, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Но вот реальность, к сожалению, к этому не благоприятствует. Если все у нас так хорошо на уровне идей нашей вот встречи, то откуда Даиш-то? В 21 веке, в 3-м тысячелетии, с таким вот дремучим средневековьем. И почему этот Даиш ведет себя так, и не только Даиш, что
Мама и няня в немусульманском мире начинают уже детей ислама пугать. Ну, я образно, конечно, говорю, но думаю, не сильно ошибусь. Поэтому давайте подумаем в режиме такого, может быть, полунеформального мозгового штурма, как представители ислама, езидизма, экспертного сообщества о том, почему Даиш в наше время, откуда исламофобия и как с ней бороться. То есть свободный формат, но, предупреждаю, пожалуйста, не путайте одесский привоз и Институт востоковедения Российской академии наук. Ладно, так, все остальное принимается. Конструктивные, аргументированные мысли и идеи, пожалуйста. Так, кто готов высказаться по этому вопросу? Да, пожалуйста, представьте. Зигач Ренат Махмутович, Институт востоковедения Ирана. Ну, казалось бы, 21 век и Даиш, ну, вот, и потом традиционные религии, потом исламское государство, которое восходит таким архаическим представлениям. Ну, в основе Даиш, идеология Даиш и религиозных течений, не только исламских или исламистских лежит представление об идеальном мире. Там, это может быть имамат, халифат, каких-то вариациях. Можно вспомнить утопию Томаса Мора, христианская традиция. Но опять же, далеко ходить не надо, идея построения коммунизма, тоже вот со своими крайними взглядами, экстремистскими, хорошие идеалы и плохие средства, или не совсем хорошие. Вот. И это будет вечно, к сожалению, архаические представления, они будут всегда. Это будет форма Даиш, форма большевизма, фашизма, кстати говоря, нацизма, национализма. И это будет всегда проявляться. Хорошего от этого будет, наверное, немного. Вряд ли кому что-то удастся действительно что-то построить идеально. Но это будет проявляться всегда. И с этим надо считаться. Это реалии 21 века. Вот что касается езидизма, ислама и межконфессиональных отношений, вот если вот взять пример, ну, как в анекдоте, если встретятся христианин, мусульманин и езид, договорятся ли они между собой? Ну, скорее всего, нет. Будут взаимные обвинения, споры, мало еще в чем друг другом согласятся. А если в этот спор еще добавится со стороны христиан, например, католик и протестант, а со стороны ислама шиит и суннит, то они переругаются еще больше между собой. И что говорить о толерантности или понимании, например, со стороны мусульманина к езидам, если между собой идут такие горячие споры, ну и даже войны, столкновения, в общем-то. И здесь вот я бы хотел высказать два несовместимых суждения. Значит, представители разных религиозных конфессий, течений вряд ли между собой договорятся, ну, полностью договорятся, да, в чем-то, может быть, договорятся. Но договариваться надо. А чтобы договариваться, надо идти на взаимные уступки. А если идти на взаимные уступки, значит, надо поступаться принципами. Вот вспомнить Светлану Горячеву, да, там во время перестройки не могу поступаться принципами. А это значит, опять же, вот, например, взять эту конфессию, вот религиозную группу, это религиозную, езидизма, если там руководители в чем-то поступятся, да, это опять же вызовет разброд, расколы в этой группе. Опять противоречие будет. То же самое и в исламе, то же самое в христианстве. И желание договориться, как ни парадоксально, вызовет еще больше раскола, может вызвать больше раскола, еще больше противоречий, еще больше войны. Спасибо. Да, пожалуйста. Вы знаете, я очень коротко выскажу свое мнение вот, по Даиш, по исламскому государству, и потом там одно предложение будет. Ну, я считаю, что вот это Даиш, исламское государство, это
проявление социальной и политической основы. Там ничего, я согласен, там, исламу, чистому Корану, это ничего не имеет значения. Дело в том, что значит, вот это появление Даиш в основе своей имело то, что вот после, вот когда образовались два государства, вот этих, да, в частности Сирия и Ирак, получилось, вот мы очень часто говорим о курдах, да, что разделенный народ и так далее. Вот Ближний Восток, вот колониальные державы поделили вот, по линии, по линейке и так далее и тому подобное. И оказалось, что не только курды были разделены, но и вот крупные религиозные общины, да, в частности сунниты там, Ирака и Сирии. Да, и вот получилось так, что во время Саддама сунниты в Ираке были меньшинством, но они правили, да, а в Сирии наоборот, ну, алавиты их считают там тоже мусульманами, но они, сунниты там большинство, а правили их алавиты, да. Ну, это тоже, ну, я считаю, это неправильно, вот так вот, это тоже сыграло роль. И кроме того, когда вот после, значит, когда американцы туда пришли, Саддама убрали, и к власти большинство шиитов пришло. И там начались, в отношении суннитов тоже были несправедливости, и поэтому вот это появление Даиш, вот, я как сказал, политические и социальные моменты были, они вот появились, может быть, если там руководство теориями заговора, там, может быть, за этим кто-то стоял, это специально было сделано, но мы прекрасно понимаем, что к ним, к Даишу, к ИГИЛу неравнодушны были и суннитские государства. Просто потом вот этот Даиш превратился просто вот в какого-то зверя, да, вот, который там наломал много дров. И вот мы с этим это все прекрасно понимаем, что вот это появление, несмотря на вот всю ту боль, которую мы испытываем сегодня, мы это все прекрасно понимаем. И я, может, вернусь к началу, да, что я очень рад, что сегодня у нас такая встреча состоялась. Я просто предлагаю, чтобы такие встречи не были вот одноразовые. Там мы встретились, разошлись и все. Я предлагаю, чтобы вот такого рода, если вот Юрий Романович не будет против, ну, там, периодически проводить, может быть, привлекать более там, широкую аудиторию. В том числе в религиозной точке зрения, да. Общение и вот эта информация, которую вот мы сегодня получили, и может быть еще будем получать, вот это личное общение, оно очень много дает для взаимопонимания, для того, чтобы ну, постараться вот эти фобии, о которых мы говорим, они были разрушены. И вот тут, если говорим о фобиях, я думаю, одна из причин, почему вот именно так к езидам относились, это то, что широкая вот мусульманская общественность, ну, они просто не знают, что это такое. Ну вот, там, дьяволопоклонники и так далее, это тоже сыграло роль. Это тоже надо ломать. И ломать как? Вот в общении, да, вот вы сегодня, наверное, немного узнали, да, вот это единобожие, там, религия добра, там, наша религия это мысли о хорошем, делай хорошее и так далее, там, и так далее. Это надо вот широкой общественности, в том числе мусульманской, тоже рассказывать и при встречах. Мы со своей стороны обязательно берем, что мы будем вот эти идеи там, об исламе, там, о религии мира, там, о позиции по разным вопросам доносить до нашей общественности. Я думаю, вот такое предложение, чтобы вот эти контакты, они не были бы вот одноразовыми, они же продолжились. Спасибо. Василий Юрьевич Алексеевич, Кирилл, да, пожалуйста. Да, пожалуйста. У нас, да, Кирилл Вертяев, завсектором курдоведения Института Востоковедения. Здесь при рассуждении об ИГИЛ мы должны все-таки понимать, с чем конкретно мы имеем дело. Вот у нас министр иностранных дел Лавров, он так охарактеризовал ИГИЛ, он сказал, что ИГИЛ это преступная организация, которая стремится стать квазигосударством. Вот. На мой взгляд, она до своего мнимого, я считаю, разгрома, она уже стала квазигосударством де-факто. И основная проблема заключается в том, что вот эти вот ячейки ИГИЛ, которые существуют
в различных формах, в том числе и даже вот среди так называемых временно перемещенных лиц, бывших условных граждан этого квазигосударства, которые расположены в концентрационных лагерях на территории современной Сирии и Ирака. Вот. Эта проблема, она не снята до сих пор, и при неблагоприятном стечении обстоятельств, особенно ввиду вот последнего развития ситуации в Сирии, некий ренессанс ИГИЛ возможен. И уже как бы говорят, что уже есть определенные сигналы, что поступают о том, что действительно эта ситуация ушла из-под контроля в настоящее время именно в связи с последними событиями. На мой взгляд, возникновение ИГИЛ во многом было спровоцировано непродуманной политикой Соединенных Штатов в Ираке, когда суннитское большинство Ирака было фактически отстранено от любых рычагов управления государством. Меньшинство, да, конечно, было отстранено от управления государством, и они во многом легли как бы в качестве, составили вот этот вот костяк, который сформировал ИГИЛ. Сейчас очень большая проблема, это проблема вот этих вот перемещенных лиц, которые действительно присутствуют. Мы имеем дело с, скажем так, с интернационалом. Огромное количество людей, которые считали себя подданными этого государства. Сейчас постепенно вырастает новое поколение, молодые люди, дети, которые родились уже в этих лагерях, и они в принципе впитывают в себя эту идеологию, потому что ничто не делалось для того, чтобы отвратить их от этой идеологии. Скажем, вот вчера мы встречались с советником посольства Франции, 4000 французов, точнее франкофонов, сейчас как раз вот живут в этих лагерях и представляют собой как раз вот людей, которые, собственно, разделяют эту идеологию. Большое количество, еще больше русскоязычных, причем под русскоязычными имеется в виду не граждане России, а в том числе и граждане стран СНГ представлены, и Великобритании, там, скажем, неожиданно, кстати, вот мы когда там пытались собрать материал, оказалось, что есть даже значительное число представителей такого государства, как Тринидад и Тобаго. Среди, вы знаете это, да. И что с ними делать, сейчас очень большой вопрос, и действительно очень большой вопрос, что делать с временно перемещенными лицами из этого квазигосударства. Потому что, как вы знаете, Великобритания категорически отказалась принимать их обратно, то есть куда они денутся, непонятно. Сейчас как-то пытаются этот вопрос решить Франция, то есть Франция более лояльна к ним, скажем, они пытаются все-таки возвратить часть людей, особенно вот те, которые родились уже там, обратно во Францию, но опять-таки это сопряжено с определенными рисками. Позиция России здесь пока больше, они все-таки тоже склоняются, наше руководство склоняется к возвращению, но опять-таки очень серьезный вопрос, что с этим будет дальше. То есть и какие будут последствия, какие ячейки еще неизвестные нам еще там как бы присутствуют. И то есть вопрос с вот этими с временно перемещенными лицами, или как они по-английски называются, FTF, Foreign Terrorist Fighters. Вот этот термин более как бы, в него не включаются представители семей их, потому что их нельзя включать в террористы, потому что они как бы не были замечены в террористической деятельности, но тем не менее эта проблема очень и очень серьезная, она, мне кажется, будет во многом определять политику крупных держав, европейских держав и соседних держав в отношении рассматриваемого нами региона. Да, спасибо. Я тоже хотел бы немного рассказать результаты возникновения Даиша. На самом деле, это первая причина, по моему мнению, это неравенство на Ближнем Востоке между государствами. И еще внутри Ирака, неравенство внутри Ирака между людьми в результате жесткие поступления Саддама Хусейна к своему народу. С 70-х годов начинается до 2003 года. Вы же знаете, сунниты были главными в Ираке, они уничтожили курдов, уничтожили шиитов. Когда Америка, я не знаю сказать, освободила или захватила Ирак, Саддам Хусейн ушел, теперь шииты стали главными. Но, к сожалению, шииты, как курды не поступили, они направлены были отомстить суннитам. Большое неравенство
появились, особенно в этих районах, где мусор, где сунниты живут. Они жестко тоже поступили с суннитами. Это первая причина возникновения ИГИЛа. Вторая причина, конечно, невнимательности США. Потому что мы все знаем, что Абу Бакр Багдади, организатор или создатель Даиша, он был в тюрьмах несколько лет, в американских тюрьмах. Потом случайно его пустили, заболели. И он поехал в Сирию, там создал организацию исламских государств, так называемые исламские государства. Третья причина, конечно, здесь это интересы великих держав. Это здесь очень тоже важную и определенную роль играл, потому что Сирия, Ирак, это страна там, и не только великих держав, еще региональных держав, там играет еще Иран, Турция, Саудовская Аравия, Катар. Они тоже здесь влияли. Поэтому я считаю, что три причины возникновения ИГИЛа. Первая – это неравенство между государствами, также между людьми. Вторая причина – это невнимательность США после 2004 года. Третья – это интересы великих держав и региональных держав на Ближнем Востоке. Спасибо. Спасибо, Данар. Я хочу отметить только один момент. На мой взгляд, Даиш гораздо опаснее, чем Аль-Каида и все другие организации. Почему? Надо отлично понимать, что не только сунниты, но поскольку сунниты это бывшая правящая верхушка, то костяк, качественный костяк, так сказать, ценовой хребет Даиша в организационно-военном отношении составляют бывшие саддамовские силовики и сотрудники спецслужб, получившие прекраснейшую подготовку, в том числе и в нашей стране. То есть, так сказать, Бабу-Ягу воспитали в своем коллективе. Не в своем, нет. Ну почему? Ну потому. Ну хорошо. Ну, не воспитывали мы в своем комитете никакой Бабу-Ягу. Нет, ну в кадрах мы готовили. Что значит кадры? Ну, пришел человек, учился в университете, так сказать. Да. Или он там прошел курсы там летчика. Ну и что мы его готовили? Ну что мы... Я о другом. Сейчас мы... Давайте вот без этого не учиться срочно. Так, минутку, Ильдар, я разовью просто свою мысль. Почему я так считаю? Обратите внимание, как Даиш, или, по крайней мере, когда наберет на себя ответственность за эти теракты, как они их умело организовывают. Там взрывная волна одно, но еще больше волна психологического взрыва. Обратите внимание, скажем, теракты в Европе, за которые ответственность на себя брала Даиш. Обязательно знаковый момент, рождественские праздники, рождественская ярмарка. Нате вам! И другие там подобные, знаковые, в Париже там или где там гуляния. Раз, вот он. То есть психологически здесь взрывы даже сильнее, чем может быть ударная волна. Поэтому в этом плане хочу сказать, что это опаснее, чем Аль-Каида. Это первое... Я могу даже развить вашу мысль, потому что идеология ИГИЛ, она, в общем-то, внешняя по отношению к исламу, потому что никакому мусульманину из дня в голову не придет устраивать шоу из казни. Понимаете? То есть устраивать массовую казнь, но это делать в режиме вот такого реалити-шоу. Это для классического ислама это просто неприемлемо. А как же насчет тех европейцев, которые это слышат, я не думаю, кто это сделал, это мусульмане сделали. Европейцы руководствуются той информацией, которую им, сказать, вливают в уши. Так у них уже в мозгах сидит это, вот на это и идет основная работа. Значит, я про это и говорю, что это элементы реалити-шоу, понимаете? Для мусульман, для мусульманского, как бы сказать, менталитета это не характерно. Понимаете? То есть устраивать из казни представления, это для мусульманина среднестатистического, это за пределами добра и зла на самом деле. Да, можно казнить преступника публично, но в назидании. Но делать из этого театр такой хоррор, ужас, как бы, да, саспенс, триллер. Нет, мусульмане просто, у них культура совершенно другая, понимаете? Это вы тем европейцам и американцам доказываете. Когда да вы ничего, в режиме вопроса. Курды в ИГИЛ есть? Были? Да. Ну, здесь это... И что за... Ну, а что? Ну, это ответ, вопрос. В вопросе есть ответ. Я же сказал, неравенство. Ну, они все армии. Неравенство между людьми. Я же говорю, что очень богатые ИГИЛ это не какой-то этнический или религиозный феномен. Это феномен, во-первых, внешний, принесенный в исламский мир, то есть чуждый ему изначально, да, на всех, как бы, вот, на всех слоях, начиная, скажем, от
ментальности, кончая, значит, культурой. И это, наверное, главное, потому что когда говорится, что исламский мир ответственен там за преступление ИГИЛ, я все-таки бы хотел спустить это на уровень конкретных людей, конкретных тех, кто в ИГИЛ вошел, и вот как вы заметили, очень много приезжих, то есть люди, это не выходцы из исламского мира, понимаете, потому что людям, которые, ну, давайте так, езиды существовали, то есть, может быть, их притесняли, может быть, с ними плохо обходились, но какой-то модус вивенди, да, то есть, какой-то общий, как бы, знаменатель для сосуществования он был, даже в Ираке при Саддаме Хусейне, пусть, может быть, их там, их дискредитировали, да, но когда пришел ИГИЛ, этот модус был сломан, понимаете? И он был сломан теми, кто пришел извне. То есть давайте, вот главное, я хочу просто, чтобы все поняли, что ИГИЛ это не есть нечто свойственное мусульманам изначально. Изначально. Если да, мусульмане может, грубо говоря, отрезать голову преступнику, ну, тому, кого он понимает, вот, преступником, но играть ему в футбол он не будет никогда. Вот, кстати, можно Владимир Владимирович сначала, потом Кирилл. Понимаете, вот мы возвращаемся к тому вопросу, который надо поставить. Есть религия, которая возникла когда-то, есть культура, которая современна. Мы сталкиваемся, можно также сказать, не было автоматов, не было самолетов, не было пушек, не было бронетранспортеров. Это все не мусульмане сделали. Они все это взяли из внешнего мира и теперь используют там. Проблема как раз состоит в том, что никто, кстати, здесь не обвинял мусульман. Речь шла только об одном, что когда происходит под знанием ислама, они провозглашают возвращение к первоначальному исламу, создание идеального исламского государства. Об этом правильно было сказано, замечательно, что есть были фетвы, которые, так сказать, отдельные проповедники осуждали это. Не отдельно, это массовое осуждение. Подождите секундочку, вы не спешите сейчас. Проблема состоит в том, что слабо работали СМИ, которые в этот момент, видимо, были не очень заинтересованы донести это до того, чтобы это, так сказать, показать. Потому что постоянно идет борьба. Но суть состоит в том, что мы сегодня сталкиваемся с проблемами современности. То, как вот в рамках культуры, используя архаичные, ну или не архаичные, используя религиозные и другие лозунги, решаются сиюминутные задачи людьми, которые отнюдь не заинтересованы в прославлении ислама. Они решают свои задачи. В этом смысле. Просто проблема состоит в том, что Ближний Восток, мы плохо знаем историю Ближнего Востока. Мы вообще не знаем историю Ближнего Востока. Понимаете, я сейчас не буду говорить ничего лишнего с точки зрения того, чтобы не вызвать когнитивного шока. Но суть состоит в том, что когда мы возвращаемся к каким-то моментам, проблема только в том, что Ближний Восток не может создать модель нормального современного общества, в котором бы были достаточно примирены, устранены, так сказать, противоречия между верхами и низами, и это общество было бы вписано, так сказать, в современный мир. Одни ходят в шелках и золоте, а другие, так сказать, извините меня, живут как неизвестно кто. И отсюда возникает та проблема, когда эти люди, которые отбрасываются на периферию этого общества, они готовы перевернуть это дело и вместо современного исламского мира построить мир, который бы базировался на основах Корана, так сказать, на основах хадисов, на основах сур и так далее, сунны, так сказать, и тем самым вернуться к норме. С абсолютно утопической, правильно, вот, ну, я согласен с Зиганшиным, так сказать, как он сказал, да, возвращение утопическое. Вы можете точно так же сказать. Да, такая же ситуация была в Камбодже. Янгсари и Пол Пот, один, так сказать, доктор, другой выпускник Сорбонны, приезжают и устраивают идеальное камбоджийское государство, которое обошлось народу Камбоджи в 2 миллиона жизней, так сказать. Понимаете, так сказать, то же самое. Они, конечно, где-то там что-то наслушались, но сейчас такой мир, когда нет отдельного исламского мира. Исламский мир является частью глобальной системы. Он вписан, никто не держит мусульман в заперти в Пакистане, в Индии, в Саудовской Аравии и так далее, и так далее. Ограничения только могут идти со стороны этих стран, они могут что-то ограничивать. Европа открыта, а дальше уже люди берут то, что видят, и пытаются применить как могут. И вот здесь-то надо осуждать практику ИГИЛ.
идеологию ИГИЛ, практику человеческих, так сказать, поступков не брать, мы вывели за рамки этого обсуждения и ислам, и езидизм как религии, которые не призывают ни к каким негативным моментам. Мы должны касаться абсолютно конкретных людей, конкретных ситуаций. И мы, вот и вы, и я точно так же согласен. Недостаточно работают СМИ, недостаточно работают контакты, недостаточно работает народная дипломатия и так далее, и так далее. Вот я, например, занимаюсь курдами уже лет 25 в рамках народной дипломатии. Я никогда не занимал никакой должности, которая обязывает меня заниматься курдами. Так сказать, это исключительно мой собственный интерес, который, так сказать, мной движет и который, так сказать, существует. И в данном случае я не вижу ничего особенного. Какие есть противоречия между курдами и арабами, между езидами и так сказать, мусульманами, так сказать, такие же точно противоречия между Россией и Соединенными Штатами. Там, как выяснилось, мы в прошлом году чуть не начали войну мировую, когда они стреляли под предлогом применения химического оружия, так сказать, через нашу голову, так сказать, по сирийским позициям. Ну хорошо, что все очень крепкие ребята с такими нервами железными, ни один не нажал ни на какую кнопку. Ну а почему не двинуть, так сказать, по какому-нибудь там авианосцу, так сказать, не запустить пару, так сказать, крылатых ракет? Мы были, оказалось, что спорить-то нечего, там груда песка, которая никому не нужна, ни американцам, собственно говоря, не нужна и русским. Понимаете, нам нужен только народ, порядок там. Мы хотели просто восстановления. Это чисто культурное, это столкновение культурных традиций, американской и русской. И здесь вот в современном новом контексте есть столкновение курдской и арабской позиции, столкновение мусульманской и езидской позиции. Хотя делительно, если разобраться, делить нечего. Война всех против всех. Понимаете, делить нечего. Мы должны просто снимать вот эти культурные противоречия путем объяснения реальной ситуации, так сказать, реального диалога, интенсивного реального диалога. А те люди, которые заинтересованы в покупке вертолетов, самолетов, авианосцев, они заинтересованы в том, чтобы этого диалога не было. Ну, понимаете, то есть есть масса людей, которые хотели бы, чтобы Саудовская Аравия приобрела дополнительно на 150 миллиардов вооружений. Ну и зачем снимать противоречия между курдами, езидами, мусульманами, русскими и так далее? Это 150 миллиардов долларов мы снимем для того, чтобы... И что? И эти деньги отдадим курдам или езидам, чтобы не было этих лагерей переселенцев. Мы там проведем воду в Синджар. А кто от этого выгоды, кроме езидов? Тут опять противоречия вытыкаются в эти вещи. И мы должны как бы вот перейти к реальным противоречиям и убрать вот это вот обсуждение. Владимир, Кирилл, вы тут хотели. Да, вот мы говорили о том, что, собственно, стратегия дела, она была построена в основном на запугивании людей. Вот я хочу привести пример Египта. Там сейчас, вот по поводу роли СМИ, там на телеканалах очень популярны комедии про ИГИЛ. То есть там ИГИЛ высмеивают. И это действительно как бы действенное такое вот противодействие, очень серьезное на самом деле, вот именно с точки зрения СМИ. Вот, снятие хоррора. Ну да, снятие хоррора, условно говоря. Да. Я немного хочу сказать со стороны ислама, исламского мира. Очень важно, здесь все говорили о том, что причиной возникновения ИГИЛа это всем уже известно. Поэтому об этом я хочу сказать. Я думаю, что если мусульмане сами хотят защищать свою религию, то в первую очередь им надо признаться, где они ошибаются. Где они должны, то есть над чем они должны работать. Мне кажется, что в исламских странах очень важно, чтобы эти вопросы, которые мы здесь обсуждали, самим мусульманам об этом говорили. Потому что очень ключевые моменты, обычные мусульмане, есть то слой общества, которое обычно считаются, не богословие, не специалисты, они не могут найти ответы от этих вопросов. Поэтому те люди, я считаю, что здесь не только роль мусульман, здесь и все специалисты, которые являются, будь то христианами, или иудеи, или индусы, или вообще атеисты, если они специалисты по религии, они изучают ислам,
то они могут информировать те люди, которые не имеют правильной информации об исламе, что это не ислам, это ислам. Чтобы эти люди действительно понимали, в чем заключается суть ислама. Второе, о чем я хочу сказать, это что надо отделить, надо отличать, что арабы это не ислам. Ислам представляет собой это мировая религия. То есть обычно понимается так, что то, что представляется арабами, это ислам. Это огромное... Надо сказать, лучше сказать, что ислам не только для арабов. Понравится. Ну, пусть не понравится. Пусть это они обижаются, но это правда. Дело в том, что ислам сам в корне, в сути, ислам говорит, что ислам это совместимая религия со всеми культурами. Я могу привести несколько примеров из учения Корана, где очень основные учения ислама не относятся к определенной культуре. Они относятся к тому, чтобы люди, последователи ислама, соблюдали эти правила, находясь в определенной культуре, согласно ценностям этой культуры. Это совершенно нормально, и так и мы должны понимать. Поэтому здесь роль не только мусульман, считаю, все, которые мы здесь находимся, мы должны играть свою роль. Господа, мы работаем уже более 2 часов. Я думаю, все немножко подустали, поэтому я предлагаю перевести наш диалог в такой двусторонний, совершенно неформальный формат, прошу прощения за некую тавтологию. Но я думаю, что первый опыт такого вот межрелигиозного взаимодействия в рамках конкретной народной дипломатии следует считать успешным. Я думаю, что поскольку велась запись, вот, и она будет расшифрована, и, соответственно, полностью, так сказать, содержание нашего круглого стола будет опубликовано, слава богу, медиаресурсы для этого имеются. Вот. Думаю, что он будет продолжен и получит какую-то медиаподдержку, продолжен и далее, и по другим вопросам, и с участием, может, представителей других религий, прежде всего авраамических, потому что, как говорится, дин у нас, это арабское слово, означает как бы веру через подчинение законам Всевышнего. Вот на шариат и расы, потому что понятие религии, вот это латинское, оно скорее аналогично понятию шариат, то есть наш вот личный путь достижения вот этого единого и единственного. Вот, поэтому я благодарю всех за участие. Я думаю, мы сделаем сейчас какую-то где-то сделаем общую фотографию, если это возможно технически. Ну да, так сказать. Спасибо вам. Спасибо. Спешу отметить, я опаздываю. У меня же там другой мероприятие еще, поэтому... Ой, Павлович, да, ты спорт будет? Что это, ладно? Да, обязательно. Вы же понимаете, что там все как перемешано. Нет, мы, например, да, мусульмане России, мы вам, честно говоря, особо помочь не можем, потому что когда война, это, извините, продолжение политики другими средствами, да, как Слава говорил. А вы хотите, чтобы культурой решали политические проблемы с помощью культуры, но это очень в незначительной степени возможно. Лично я никому не имею никаких претензий, понимаете? Но есть люди, которым нужно что-то большее, понимаете, чем обычным простым людям. Да, да. И они ради этого готовы младенцев живьем кушать, понимаете? И они ни перед чем не остановятся. Потому что, когда вы говорите христианские страны, извините меня, а кто мирных жителей бомбил? Вот эти самые христианские страны. А про колониальную политику я вообще молчу. Про колониальную политику 19 века, когда уже говорили, что не считать опиумные войны, истребление, значит, индусов и прочие дела, не считать 12 века, да? Хотя под определенным геноцидом все подходит, понимаете? Очень даже успешно подходит, но говорить не считают. А уж 15 миллионов индийцев американских, ну мы даже вообще не напоминаем, что не напоминаем, да, что так справлялись, мы уже потому что Америка это демократия, как же мы можем ей какие-то вроде торговли,
предъявляет претензии в первые недели, журналист сказал, как можно? Извините. Ладно, все, спасибо, всем до свидания. А я вас хотел поинтересоваться, организации Тобаго очень Понимать связь между... Я, кстати, недавно выступал, я посмотрел карту, и там огромнейшая меньшинство Мухаммед Зарашевич. То есть, в принципе, а туда переселенцы, они поехали до раздела или после? Знаете, Люди поехали до раздела. А какой Я точно не могу сказать, надо же не Я вот тоже для меня это было... Вот они селились в Юган, в других странах. Это было даже иногда в 40-х. После этого тоже очень шумели, большинство бизнесом занимались. А в Гаяне могут быть? В Гаяне тоже есть. Но Пакистан не большой. То есть, а организация большая? Я бы не сказал большая, потому что это как в Африке. Так, господа, давайте сделаем фотографии. Да, вот так сфотографируем. Ну, не нормальная обстановка. Давайте сюда, давайте все постарайтесь поместиться. Вот вы давайте сюда. Да, хорошая мысль. Девушку не забудьте. Девушку все входят? Да, все. Так, секундочку еще раз. Все, спасибо. Спасибо. До свидания всем. До свидания. Сейчас то есть конституция, то есть там, вот, допустим, в конституции Иракского Курдистана, допустим, такая фраза, что источник власти является народ. Не, а как определить тогда народ? То есть я просто меня просто на профессию все время волновало, я вот не мог как понять, как оно соотносится вообще Ирака и Иракского Курдистана. То есть там, в принципе, сейчас в Иракском Курдистане есть правый Ирак. Конституция Иракского Курдистана, она будет соотноситься то есть там будет фраза о том, что она не будет противоречить исламу. Не противоречить. Вот с точки зрения права,
У вас есть западные армии, они все мне пишут, что я рассказываю, я еще раз понимаете, дело в том, что понимаете, у вас, кстати, у Армении сегодня тоже, которые я есть у них это нет. Германия и Армения выживают. Вы же пользуетесь именем. У меня скандалы были. Я объясняю, что Армения это взяли имя Рома, Византийской империи. По Макаренко, значит, часть написано, но дело в том, что когда начинается история, мы сегодня не победили, мы сегодня пользуясь западными пользуясь всеми данными, мы ее расшифровываем, мы не победили. А мы сегодня пытаемся расшифровать. Я сейчас считать это государственностью, но я не сторонник, чтобы считать властью. Нет, смотрите, я там расшифровал государственное выступление. Я объясняю, что Шумер это время государства, это по-советскому. Какие-то аналогии сегодня ходят на какой-то конференции, так вот, власти государства они нам де-факто существовали с 91 года 2005 года. Вот после зону, и они постоянно историю Византии начинают замыкать его самое случае. Конечно, извините, у меня проблемы за то, что у нас мама записала прошлое определение, это очень просто. Давайте в английском это будет правильно. У нас правильно государственный когда я его последователь стал полномочия я всегда поэтому, когда приходил, что потом выступаю, соответственно, если 18, я говорю, нет, если 2, я говорю, вещи. А если первый, я еду на суда. Не, когда я защищу, когда я раскрутил давайте пока есть, как человек, потом так расстанем, и поговорим. Я, кстати, предложу, историю, так сказать, Ближнего Востока. Я хотел показать, что
Почему вчера предприниматель, который был крупным, он ушел? Мы А у вас там священного который как раз вот русско-армянского, может быть, я скажу, Айбазян, который там был изнасилован,